Тех, кто здесь, прошу всех пройти в зал. Мы скоро начнем. Мы чуть-чуть... Мы знаем, что вы готовы. Сейчас мы скоро начнем.
Занудная просьба, вечная. А ну-ка поближе пересаживайтесь. Мы работаем, да? Вам надо будет задавать вопросы, Наталье Ивановне. А нам надо будет бегать с микрофоном. Нет, сейчас будет доклад еще, а потом будет мастер-класс. Давайте-ка. Сейчас будет удаленный доклад, и да. Да, по очень хорошей теме, по замечательной. Так, ну народ тянется и тянется. Тех, кто вовремя пришел. Я еще объявление сделаю. Пожалуйста, те, кто случайно еще не знает. Следующий семинар. Уже говорили, Петрозаводск. Запишите, пожалуйста, даты с 6 по 9 октября. Мы, конечно, да, только извините, вот те, кто получил мои письма, ну, извинение у меня одно, возраст, да, легкий маразм. Я написала, что следующий семинар состоится в 2021 году, в 2020, господа хорошие. Простите меня. А? В Петрозаводск как ехать? Через что? Скорее всего, через Питер или через Москву, да. От нас это не очень далеко. Вот. От Москвы, а как же? Через нас удобнее, мы будем рады, можем собраться компанией и поехать оккупировать какой-нибудь поезд. От нас поездом. А вот, Саша, пожалуйста. Раз. До Петрозаводска можно добраться либо через Питер, либо через Москву. С Питера ходит несколько поездов. Есть поезд дневной 6-часовой, есть поезд ночной просто. Вечером садитесь в 10 часов вечера, с утра вы в Петрозаводске. Главное добраться до Питера. С Москвы летает самолет раз в день, если я правильно помню, днем. И с Москвы также есть поезд фирменный. Вечером садитесь, утром в 8 утра в Петрозаводске. Там близко все. 10 вроде или как-то так. Там все близко. Можно добраться, да. И я завидую всем, кто Петрозаводск увидит первый раз. Я очень этот город люблю. Очень хороший. С гостиницей. Все есть. Есть разные гостиницы, и спорт, и не спорт. Не, ну, рядом с библиотекой по-настоящему, я уже просто думал над этим, есть гостиницы, где можно недалеко разместиться и не очень дорогие. То есть есть и фешенебельные, можно так сказать. Фешенебельные не наш выбор. Есть и бюджетные.
Хорошо. Коллеги, объявляется двухминутная готовность. Спасибо, Саша. Спасибо. Хорошо. Значит, как всегда, в начале ноября мы разошлем информационные письма. И еще раз напоминаю, мы должны будем там в этих информационных письмах определить тематику. Вы все знаете, что мы тематику определяем всегда неформально. Мы правда пишем о том, что мы считаем нужным. Поэтому напоминаю, завтра со всех вас предложения по темам для Петрозаводского семинара. Так, итак, мы продолжаем работу. Так, и я объявляю еще один доклад, который относится к краеведческой библиографии. Так, этот доклад Евгения Александровича Негуляева, заведующего отделом автоматизированных библиотечных технологий Свердловской областной универсальной научной библиотеки, формальный контроль краеведческих каталогов российских библиотек, краткие итоги и рекомендации. Речь идет об эксперименте, об исследовании, вернее, которое было проведено в этом году летом и в начале осени. Спасибо. Да, доклад будет удаленный, мы все слушаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Возможно, вы уже слышали мои выступления на семинарах, посвященных краеведческой деятельности библиотек. Обычно я рассказывал о наших работах Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского. На этот раз, как вы видите, тема выступления намного шире. Я расскажу об эксперименте, который мы проделали с краеведческими каталогами некоторых библиотек. Эпиграфом к этому выступлению я избрал слова Пушкина из сказки о мертвой царевне и 7 богатырях. И звучит он просто. «Ах ты, мерзкое стекло, это врешь ты мне назло». Напомню вам, что в нашей библиотеке с 2015 года разрабатывается и используется система формального контроля библиографических записей, в рамках которой мы проверяем более 3 миллионов записей, в том числе электронный каталог нашей библиотеки и почти 100 участников по проекту «Региональный каталог библиотек Свердловской области», а также корпоративную краеведческую библиографическую базу «Весь Урал». Подчеркну, что используемая нами система формального контроля в первую очередь проверяет не структуру записей, а содержание определенных полей. Для всего Урала у нас работает два варианта формального контроля. Еженедельный, быстрый, в котором проверяются только новые записи, и ежегодный, в котором проверке подвергается вся база данных. Каждый год мы совершенствуем свою систему формального контроля, вводим новые правила проверки, поэтому ежегодные проверки всей базы данных имеют смысл. У нас в библиотеке система проверок уже отработана и превратилась в привычную рутину. Приняв предложение провести проект во всероссийском масштабе, мы преследовали, в общем-то, простые цели. Это масштабное тестирование наших технологий на чужих данных. Это стимулирование дискуссий о возможности и необходимости автоматизированной проверки библиографических записей. Еще до начала тестирования мы предполагали, что в некоторых случаях сможем обнаружить и обратить внимание участников на какие-то системные ошибки в их записях. В конце концов, нам было интересно понять наше собственное место. Подобно пушкинской царице, мы задавались вопросом: «Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» Естественно, этот вопрос задавался относительно нашей базы «Весь Урал». Хотелось выяснить, как она соотносится с аналогичными краеведческими базами, которые ведут библиотеки других регионов. Условия участия в тестировании были очень простые. Каждой библиотеке предлагалось прислать фрагмент своего краеведческого каталога объемом 10-15 тысяч записей в формате RusMark или внутреннем формате системы ERBIS64. Мы взяли на себя ответственность не разглашать публично результаты проверки. Каждая библиотека получала собственный лог-файл с перечнем обнаруженных ошибок. Здесь перед вами фрагмент реального протокола. Не буду называть библиотеку, скажу только, что в этом протоколе чуть более 700 ошибок. И это можно назвать очень хорошим результатом, потому что в большинстве случаев число ошибок переваливало за 1000, нередко их было по несколько тысяч, хотя общая цифра здесь скажет очень мало.
так как выделяемые ошибки в разных библиотеках могут сильно отличаться. Кстати, глядя на этот протокол проверки, мы можем легко сказать, что эта библиотека использует автоматизированную систему APAC Global, потому что среди найденных ошибок неоднократно встречаются случаи, когда знак разделителя подполей, то есть знак доллара, был либо утерян, либо ошибочно заменен на символ S латинское. Например, таким будет здесь третий случай сверху. Это пример ошибки, которую сложно заметить глазами, но программный анализ легко позволяет ее увидеть. Поговорим о некоторых интересных ошибках, которые были обнаружены в ходе проверок. Примеры взяты из разных библиотек, но во всех случаях это реальные примеры из проведенного тестирования краеведческих каталогов. Присутствует второе повторение 200F, нарушение относительно формата Rosmark, которое повлияет на вывод данных в стандартных выходных формах. Перед первым повторением 200F должна стоять косая черта, отделяющая первые сведения об ответственности. А вот как автоматизированной системе поступать со вторым подполем F и ожидает ли она такое подполе вообще, это я не знаю. В разных автоматизированных системах такая ошибка ввода вызовет разные ошибки в отображении данных. Следующий пример касается 600-го поля, подполя А, и случаев, когда оно неожиданно для всех содержит цифры. В нашем случае это пример с гимназией номер 1, сведения о которой в принципе не должны заноситься в 600-е поле, потому что гимназия номер 1 это не имя лица. В последующих 4 случаях в подполе А приведены либо даты жизни, либо династические номера, но все эти случаи должны быть по-другому разнесены по подполям. На этом слайде примеры, когда производится взаимная проверка значений подполей. В первом случае инициалы подполе B не соответствуют имени и отчеству подполе G. Глядя на эту запись, мы не можем определить, где именно ошибся каталогизатор. Неправильно он нес инициалы или их расшифровку, но само наличие ошибки не вызывает сомнений. В следующем примере Дудник Татьяна полное имя внесено в подполе D, которое должно использоваться только для внесения римских цифр у правящих особ, римских пап и тому подобных лиц. В последнем на этом слайде примере полное имя и отчество были внесены в подполе F, в котором могут быть записаны только даты, связанные с лицом. На этом слайде собраны чуть более веселые примеры ошибок, но одновременно и более грубые. Благодаря анализу структурной проблемы отсутствует подполе B при наличии подполя G, обнаружены странные конструкции. Портал государственных органов Псковской области, благодарная пациентка, родители воспитанников детского сада «Одуванчик». Ни один из этих примеров не может быть записан в поле 700, потому что не является именем лица. Чуть ниже Таисия Николаевна. Либо грубая ошибка и непонимание принципов разделения библиографических данных, либо результат какого-то очень неудачного конвертирования данных. В последнем примере 3 разных автора приведены в одном поле 700, но представление этих данных не соответствует никаким нормам. Здесь у нас представлены разного рода ошибки, которые обнаруживаются через поиски запрещенных символов, к которым относятся знаки пунктуации и цифры. Самый нижний пример тоже специфическая для APAC Global вещь. Перед четверкой удален знак доллара, являющийся разделителем подполей. В результате конструкция подполя G Борис, подполе 4070 превратилась в случай, где Борис 4070 является полным именем автора. На этом слайде представлены ошибки, обнаруживаемые при анализе на смешение символов из латинской и кириллической раскладки в пределах одного поля. Здесь и неправильное приведение династического номера, Филипп III Смелый, и просто подмены кириллических символов на латинские аналоги, как во втором и третьем примерах. Латинские символы здесь выделены красным цветом. Очень показателен последний пример, где в фамилии Белевских символ S является латинским.
Очевидно, что запись с такой ошибкой уже никогда не будет найдена по фамилии Белевских. Близкий к предыдущему случай, когда для имени лица начальные символы в разных подполях относятся к разным алфавитам. Здесь перед нами латинское «Ц» вместо русского «С» и очередная порция потерянных для поиска записей. На этом слайде представлен результат достаточно сложного правила проверки, которое было введено в систему формального контроля только в текущем году. Почему-то для некоторых библиотек отражение персоналей в 610 поле является практикой. Я даже слышал странное объяснение о том, что если персоналия очень значимая, то ее вносят в поле 600. А в других случаях для экономии времени просто заносят наряду с ключевыми словами в поле 610. Тем не менее, этот подход является ошибочным и не позволяет при использовании систем с фасетным поиском иметь надежно и предсказуемо действующий фасет с персоналиями. Под конец несколько простеньких примеров с ошибками, когда в подполе B отсутствует точка. В первом случае эту точку просто забыли поставить. В других в это подполе ошибочно внесены данные, которые должны отражаться в подполе G. В своем обзоре я затронул не все обнаруженные ошибки. Я не приводил примеров самыми простыми, такими как отсутствующие пробелы между инициалами, или как лидирующие или концевые пробелы в поле. Но заранее могу предвосхитить вопросы. А не слишком ли много буквоедства во всех этих правилах проверки? Нужна ли такая точность? Ответить на эти вопросы очень просто. Во-первых, некоторые типы ошибок влияют на поиск. Вы просто не сможете найти данные с ошибкой. Во-вторых, если вам требуются продвинутые способы работы с библиографической базой, даже мелкие ошибки будут снижать эффективность такой работы. Например, мы реализовали технологию нормализации данных в поле 600, имя лица как предмет, на основе авторитетной записи. Технология позволяет пакетно изменять данные в библиографических записях, обогащая их сведениями из авторитетной. Чтобы быть уверенным в качестве пакетной корректировки, нам изначально требуется определенное качество библиографических данных, правильно расставленные пробелы, отсутствие смешения символов из разных раскладок и тому подобное. Большинство таких ошибок уже исправлено в базе «Весь Урал». В конце выступления поговорим о том, что мы делаем для борьбы с ошибками. Поскольку мы работаем на системе APAC Global, то наши разработки актуальны для этой автоматизированной системы. Первое – это автоматическая корректировка записей в процессе сохранения, исправление простейших и однозначных ошибок ввода. Второе – это автоматическая проверка записей при сохранении, приводящая к запрету сохранения записей с ошибками. В результате автоматической корректировки у нас нормализуются пробелы между инициалами, лидирующие и концевые пробелы, пробелы вокруг дефиса в промежутках дата. Подробно об этом я рассказывал на прошлогоднем семинаре по краеведческой деятельности библиотек. Проверки при вводе выполняются для более сложных случаев, таких как обязательное наличие подполя 4 в 702 поле, наличие подполя с датой публикации, наличие 200F при одновременном наличии 200G и тому подобное. Пример сообщения об ошибке, проверку на которую мы встроили в APAC Global в случае несовпадения даты в поле 100 и 210D встроенном 463. В этом случае каталогизатор должен отредактировать введенные данные, чтобы получить возможность сохранить запись. За счет контроля на этапе ввода мы изначально обеспечиваем определенное качество данных, а затем в ходе еженедельной формальной проверки отлавливаем более сложные ошибки и исправляем их. В ходе тестирования краеведческих каталогов российских библиотек мы получили определенный опыт и удостоверились в оправданности подхода
основанного на формальном контроле библиографических записей. Качество проверенных каталогов различается, но в нашем эксперименте не было ни одного каталога, который не содержал бы серьезных ошибок. Мы можем рекомендовать использовать средства автоматизированных библиотечных систем для автоматического исправления наиболее простых ошибок и проверки записей в процессе ввода. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что необходимые программные механизмы присутствуют в APAC Global. Очень легко технологии автоматического исправления и проверки могут быть встроены и в систему IRB64. Важно также разрабатывать или использовать технологии автоматического тестирования библиографических и авторитетных баз данных. Вы можете вести эту разработку самостоятельно, но если у вас нет специалистов, способных выполнить эту работу, можно обратиться в нашу библиотеку, которая выполнит для вас тестирование в виде коммерческой, но при этом очень недорогой услуги. Это позволит очень быстро получить результат и начать работу над качеством данных в своих каталогах. Если вы еще не забыли, то сегодняшнее выступление я начинал эпиграфом из Пушкина. Благодаря нашему эксперименту более 2 десятков региональных, областных, краевых, республиканских библиотек получили возможность взглянуть на свои каталоги новым взглядом. Кто-то результатами удовлетворен, кому-то они могли не понравиться, но на зеркало уж точно нечего пенять. Спасибо за внимание, жду ваших вопросов. Уважаемые коллеги, прошу ваши вопросы, ваши реплики, да, сейчас? Добрый день. Если ко мне уже есть вопросы, я просто, к сожалению, их не слышу. Михайловна, вопросы есть. Я только что сейчас вот был вопрос, коллега из Приморской краевой библиотеки говорит, что они не получили ответа. Верно ли, что делали, по-моему, вы Приморскую краевую? Я, к сожалению, естественно, не могу помнить наизусть все, что было сделано, поскольку его слишком много. Существует вероятность, что что-то могло потеряться в период, когда вот поток этих данных был настолько велик, что я с трудом успевал их обрабатывать. Если кто-то не получил результата, просто напишите коротенькое письмо с напоминанием о себе по известному вам адресу, и где-то в ближайшие дни я тогда сделаю. Спасибо, но я хочу еще раз повторить то, что сказала, пока вы не слышали, что вот поразительная четкость и скорость ответов, в общем, это было удивительно. Мы к такому, можно сказать, не привыкли. Еще вопросы какие-то, да? Сомнения, комментарии? Да, сейчас. Евгений Александрович, я Нина Семеновна Иванцова из Приморской краевой публичной библиотеки. Спасибо вам за вот все эти примеры, но вот мне бы хотелось обратить такое ваше внимание на то, что когда при конвертации есть записи, сделанные заглавными буквами, в общем, вот это все очень для нас сложно, и только после семинара, который для нас провели в апреле, вот, что-то там у нас в головах прояснилось. И поскольку это очень огромный объем, что вот мы сидели, правили, даже тоже при помощи
корректировки и так далее. Вот я хочу просто спросить, так ли уж важно, крупными буквами, заглавными ли буквами в персоналиях, там, скажем, фамилии, или она, потому что в самой записи все маленькими буквами, в самой этой записи. И на карточку все такое же вот выходит маленькими буквами. Вот такой у меня к вам вот такой вопрос. Честно говоря, ну, я даже не знаю, как отвечать, потому что ваши данные я не видел вот с такой подробностью, чтобы все это анализировать. Моя общая точка зрения заключается в том, что желательно, чтобы это было введено в запись в таком виде, как это мы должны видеть по правилам русского языка. То есть, если это персоналия, то первая буква фамилии, имени и отчества заглавными буквами, остальное маленькими. Думаю, что так. То есть, в принципе, это бы желательно было наблюдать не только у одной вашей библиотеки, но и у всех библиотек. Скажите, а еще вопросы? Так, ну тогда, наверное, вот нам было бы интересно послушать комментарии наших коллег из Екатеринбурга, которые с результатами этой работы сталкиваются. Сложно комментировать, я не знаю. Вот на мой взгляд, мне кажется, нужно порадоваться за тех коллег, которые отправили свои данные, но, по крайней мере, я воспринимаю это так, что те библиотеки, которые получили в результате протестированные 15 тысяч записей, они смогли увидеть какую-то реальную картину дел, которую действительно невозможно увидеть глазами. Мы никогда не увидим, когда мы перепутали шрифт, мы не можем оценивать глазами пробелы. И не знаю, насколько вот почувствовалось в презентации, но ведь это действительно потерянные для поиска записи, если вот что-то нарушено в этой структуре. И когда есть такая возможность автоматической проверки, это, конечно, существенно облегчает и снижает нагрузку на администратора базы и улучшает ее качество. Что меня еще очень радовало в этом году, вот именно как отвечающего за проект «Весь Урал», это введение превентивных мер по совершению ошибок. То есть многие ошибки просто не возникают, потому что каталогизатор получает предупреждение, вот когда он забывает поставить какой-то обязательный знак. Что кажется сказочным в этой системе проверки, и здесь вот эти вот отсылки к сказкам, они очень уместны, и опять же, я не знаю, насколько это вот уловили, поэтому я лучше повторю. Для меня это кажется волшебством каким-то. В тот момент, когда каталогизатор не поставил пробелы, либо поставил какие-то лишние пробелы, он нажимает кнопочку «Сохранить запись», и все волшебным образом исправляется. И это замечательно, и мы благодарны вот этим нововведениям Евгения Александровича. Если есть какие-то вопросы, на которые я могу ответить, пожалуйста, вот Евгений Александрович с нами, можно ему задать вопрос. Еще пока короткий комментарий, я должна сказать, что я не представляю себе ни одного профессионала, который, узнав о такой возможности, откажется от реализации. Две вещи, которые мне видны со стороны, я не веду никакую краеведческую базу данных, да? Две вещи, которые мне кажутся исключительно важными, кроме того, что просто вот сами каталоги становятся чище. Первое, духоподъемное, да? Мы привыкли к тому, что это беда и болячка, как хроническая боль, да? Мы засыпаем и просыпаемся с мыслью о том, что с нашими каталогами беда. И когда ты понимаешь, что они становятся чище, я не знаю, мне кажется, что это исключительно важно. И вторая вещь. Ну вот особенно вот наши коллеги из Екатеринбурга, да, они ведут очень большую базу с большим числом библиотек-участниц. Всех этих добрых людей надо учить. И вот это вот то, что делает Евгений Александрович, это дает очень хорошую основу для того, чтобы делать это обучение целенаправленным. Вот есть тип ошибки, который встречается чаще других, и Елена Николаевна, которая на связи со всеми этими добрыми людьми, да, она понимает, на что им обратить внимание, не просто ошибки конкретного человека, а вот типовая ошибка. На что обратить внимание
и потом посмотреть, это исключительно важно, чтобы они сами увидели, что эти ошибки снялись. Вот была ошибка, и массированным налетом ее минимизировали. Да? И вот мне кажется, исключительно важно, что появляется какое-то движение к лучшему. И в этом, вот в этом тоже. Да? Мы последовательно снимаем один барьер за другим. Есть ли вопросы к Евгению Александровичу еще? Не, на самом деле вопроса нет. Только так вот, что я хотела сказать, что когда мы получили результаты обработки, проверки нашей базы, и они были переданы редактору, она была просто в восторге, потому что за последние десятилетия никаких шагов в сторону упрощения, улучшения жизни редактора не было. Только ухудшается, только все сложнее, только тяжелее работать, и вообще и условия, и программы там, и так далее. А здесь, наконец-то, она увидела, что вот есть какой-то инструмент, который может вообще решить наши проблемы и работать и проще, и лучше. Еще вот интересный момент с тем, что у каждого библиографа, который вводит, получается определенный набор ошибок. Ну и вам дальше, чтобы вам также творчески интересно работалось. У нас проблем еще хватит надолго. Спасибо большое. Всего доброго. Все, да? Ну что же, коллеги. Я только этим объясняю некоторые онемения в зале, да? Круто. Да. Маргарита, а какая у вас программа? Вот у вас и есть волшебное средство. А в Ирбисе такое есть средство волшебное? Есть? Нет пока, да? Пока нет. Тоже можно, да? А где это взять? Нет, дело в том, что высылали вот этот вот блок записи и те, кто работает на АПАКе, и кто работает в Ирбисе. Это играет одинаково для всех абсолютно. Угу. Ну, то есть коллеги-автоматизаторы из библиотек, из других библиотек, я думаю, могут обратиться к Евгению Александровичу, если захотят аналогичную систему делать сами, да, или посмотреть. Евгений Александрович поделится как-то опытом, так что никому эта возможность не закрыта. Ни одна библиотека не может теперь сказать, что она о такой возможности не знает. Да? Ура! Значит, хорошо, тогда мы переходим к следующему номеру нашей программы. И у нас... Так, а где у нас программка? И у нас сейчас будет мастер-класс. Так, программа убежала. Ну, да, спасибо. Сейчас я объявлю. Так. А нет, сейчас я нашла уже. Так, и мастер-класс у нас называется «Документы на небумажных носителях, кино- и фотодокументы, фоно- и видеодокументы, документы на компакт-дисках, обеспечение сохранности в процессе хранения и использования». Наталья Ивановна Подгорная, главный специалист Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки. Наташа, а можно отсюда? Да? Конечно. Нет, я, может, лучше отсюда, чтобы видеть презентацию. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы решили поговорить о таких документах, которых, в общем-то, много в любой библиотеке, которые востребованы читателями, которые зачастую воспринимаются многими специалистами библиотек как панацея сохранения информации. Вот так это или не так? Что нам надо предпринять для того, чтобы это действительно у нас хранилось, для того, чтобы информация на этих документах была доступна? Об этом мы сегодня и поговорим. Ну, начнем с фотодокументов, кинодокументов, то есть тех документов, которые, в общем-то, есть в библиотеках. Это могут быть микрофильмы, во всех библиотеках их, я думаю, что много. И, наверное, за последние веках выросло, может быть, в десятки раз. Позволило многим библиотекам, особенно библиотекам центральной части России, где значительная часть фондов, и особенно газетных фондов, была утеряна в годы войны, как-то восполнить эти лакуны и, в общем,
позволило предоставлять пользователям массу интересной информации. Ну вот, можно сказать, в чем отличие фотодокументов, в общем-то, любых фотодокументов от привычного нам документа на бумаге, книги, рукописи какой-то. Ну, в том, что этот документ является, и, наверное, я не раз еще сегодня буду об этом говорить, в общем-то, многокомпонентной и многослойной системой, которая, в общем-то, содержит в себе как какие-то органические, так и неорганические составляющие. И которые, в общем-то, так же, как и книги, которые, к сожалению, так же, как и мы с вами, в общем-то, имеют тенденцию к естественному старению. Но вот основой фотодокументов может служить бумага. Это привычные нам классические фотографии. Стекло. Ну, чаще всего это негативы на стекле. Полимерная пленка. Масса документов, в том числе и микрофильмы, в том числе могут быть и негативные пленки. В библиотеках все-таки чаще всего это микрофильмы. И металл. Это дагеротипы. Все-таки тоже встречается в библиотеках. Конечно, далеко не во всех, в единицах, но все-таки они тоже есть. Затем идет связующий слой. Это может быть желатин, альбумин, коллодий. Материал для получения изображения. Это чаще всего галогениды серебра, бромиды серебра, красящие пигменты, если изображение цветное. Может быть еще масса различных слоев, так как, например, вот в фотобумаге это могут быть слои, которые усиливают белизну носителя информации, слои, которые могут препятствовать скручиванию документа. Но вот эти вот три основные слоя – это основа, связующий слой, материал для получения изображения. Даже вот из всех перечисленных этих документов мы видим, что, в общем-то, количество материалов здесь очень и очень разнообразно. Значит, все виды фотодокументов можно условно разделить на следующие группы. Это дагеротипы, одни из самых первых. Это фотодокументы на соленой бумаге, тальботипы их еще иногда называют. Чем они отличаются, в чем их отличие? Это то, что это документы двуслойные. Это могут быть альбуминовые фотографии, это могут быть ферротипы, аристотипы, аутотипы и более поздние черно-белые фотографии, и в том числе цветные фотографии. Что объединяет все эти виды документов? Это то, что они относятся к объектам к низкой светостойкостью. Значит, как наиболее, наверное, такой из первых, я бы сказала, регламентирующих документов, где описывалась классификация документов по отношению к свету, это инструкция по учету и хранению музейных ценностей. В общем, инструкция вышла уже в свет довольно-таки давно. В общем-то, после неоднократных краж в музеях, вот в частности в Эрмитаже, эту инструкцию очень долго склоняли, но, тем не менее, это, в общем-то, такой документ, который составлен был на основе не просто там каких-то таких умозаключений, но на основе больших научных исследований. И вот именно там говорится тоже, что все документы можно по светостойкости разделить на три группы. И то, что, в общем-то, мы храним в библиотеках, это черно-белая цветная графика, это книги, газеты, фотографии, марки. Это те предметы, которые относятся, те объекты, которые относятся по классификации к объектам с низкой светостойкостью. То есть они очень восприимчивы к свету. Это их такая особенность. Ну вот немножко поговорим о классификации документов на основе пленки. Потому что может это встречаться, может быть, если не в библиотеках и не столь часто, как в архивах, а, в общем-то, чаще в архивах. Значит, все вот кинодокументы, даже, сказала бы, документы на пленочных носителях, мы можем выделить такие три основные группы. Это пленки на основе нитрата-целлюлозы, пленки на основе ацетата-целлюлозы и пленки на полиэфирной основе. Пленки на основе нитрата-целлюлозы. Появились они давно и широко использовались с 1900 года по 1939 год, то есть практически 40 лет. В чем их особенность? Пленки эти химически нестойкие, легко воспламеняются.
При хранении они медленно разрушаются, становятся бурыми, липкими на ощупь и, в общем-то, часто просто рассыпаются. И вот эти продукты деструкции этой пленки могут привести к самовозгоранию. Несколько лет назад у нас в библиотеке проходил семинар, который проводили специалисты по фотографии из Джош Истман Хауса из Соединенных Штатов. Они что сказали об этой пленке, ну, помимо этих их особенностей, что эти пленки неоднократно служили причиной пожаров медицинских архивов Соединенных Штатов. Так что горим не только мы. Значит, пленка на опасной основе, так она часто называется. Ну, на смену пленки на опасной основе пришла пленка на основе ацетата целлюлозы, и широко стала она использоваться с 1939 года. И после 1939 года она, в общем-то, полностью заменила пленку на основе нитрата целлюлозы. Но с этой пленкой тоже, в общем-то, не все так просто и не все прекрасно. Потому что даже уже при комнатной температуре эта пленка начинает разрушаться, но есть у нее одна особенность, которую, в общем-то, не знаю, хорошо это или плохо, скорее всего, хорошо, потому что в процессе разрушения она начинает выделять газы с запахом уксуса, поэтому, в общем-то, идентифицировать ее довольно-таки легко. И также она становится ломкой и разрушается полностью. Ну и вот если мы так вернемся еще к пленке на основе нитрата целлюлозы, в общем-то, если вдруг в коробочке, в упаковке, где хранится эта пленка, образуются какие-то такие вот что-то типа коричневого порошка, может быть такое. В общем-то, не стоит думать, что это какая-то грязь или это какие-то, могут быть, экскременты насекомых, например. То есть этой пленке надо, в общем-то, как-то уделить особое внимание, ну, хотя бы изолировать ее. Ну и пленка на полиэфирной основе. Эта пленка признана безопасной, используется она для получения долговечных документов на пленочных носителях. Значит, ее основой чаще всего служит полиэтилен-терефталат, материал, который, в общем-то, помимо того, что он применяется при изготовлении пленок, также он очень широко используется и в консервации документов. Вот, я бы сказала, это основной стандарт, который регламентирует хранение и обеспечивает обеспечение сохранности кинодокументов, фотодокументов и документов на микроформах. Разработан он был архивным управлением, разработан не библиотеками. И, в общем-то, тем не менее, библиотеки, особенно те библиотеки, которые хранят микрофильмы, в общем-то, должны быть знакомы с этим документом и в какой-то мере использовать его в работе. Ну, вот если мы посмотрим на структуру этого стандарта, он содержит очень много, ну, я бы сказала, различных направлений. Это и общее положение, оценка технического состояния. Вот, есть целый ряд приложений, тоже, в общем-то, довольно-таки интересных. Это как и акты технического состояния документов. То есть я бы сказала, что это описание сохранности документа. Это и требования к зданиям и помещениям для хранения документов, и их размещению. Но кое на чем мы здесь остановимся довольно-таки подробно. Ну, общее положение стандарта. Каковы они? Это то, что в целях обеспечения сохранности кино- и фотодокументы, микрофильмы, направляемые на архивное хранение, должны проводиться оценка технического состояния документов, их реставрация, консервация и упаковывание в случае необходимости, поддержание оптимального режима хранения, контроль технического состояния документов, подготовка документов к использованию. Оценка и контроль технического состояния должны проводиться при приеме и подготовке документов к хранению. При подготовке к хранению кино- и фотодокументы и микрофильмы должны подвергаться ручной реставрации или же консервации. И при помещении документа на хранение, а также при перевозке какой-то его, при перемещении, документы должны подвергаться акклиматизации в заданных температурно-влажностных условиях и, опять-таки, упаковке. Ну, опять-таки, общее положение, для чего осуществляет реставрацию,
что такое консервация документа, что такое упаковка документа. Не буду здесь это зачитывать, потому что, в общем-то, в каждом этом разделе мы поговорим более подробно. Значит, если вновь обратимся вспомним структуру стандарта, что там было помимо общих требований? Требования к упаковке документов, режим хранения документов. В общем, по структуре этот стандарт, можно сказать, довольно-таки близок к стандарту 750-2002 «Консервация документов. Общие требования». Но есть одна особенность. Вот эта особенность, в частности, это требования к упаковке документов. То есть стандарт принят в 1992 году. В общем-то, уже тогда было очень хорошо понятно архивистам, что документ необходимо при хранении каким-то образом защищать. Защищать хотя бы даже от воздействия окружающей среды. Что это может сделать лучше всего? Это может лучше всего сделать упаковка. И вот требования к упаковке документов вот здесь изложены. В чем они заключаются? Это то, что каждый документ должен быть упакован в первичную, а затем во вторичную упаковку. Каждая эта упаковка несет свои функции. Так, в частности, первичная упаковка имеет прямой контакт с документом, и она должна защищать его от пыли и влаги, а вторичная упаковка от механических повреждений, света и других воздействий окружающей среды. Каждый физически обособленный документ, представляющий собой единицу хранения, должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Кино- и фотодокументы, которые находятся в рулонах, ну, вот в частности микрофильмы, должны иметь так называемые защитные ракорды, которые заправляются вот на эту катушку, на которой они намотаны. Требования к упаковочным материалам. Упаковочные материалы должны быть химически инертны, не содержать хлора, азота, пероксидов серы, препятствовать появлению биоповреждений, проникновению света внутрь упаковки. Кроме того, шероховатость поверхности упаковочных материалов не должна вызывать абразивных повреждений эмульсионного слоя документа и не должна вызывать прилипание к нему. Конструкция пакетов должна быть такова, чтобы эмульсионный слой, если это конверт какой-то, клееный конверт, для того, чтобы эта часть, которая с клеем, она не соприкасалась с эмульсионным слоем. Прямой контакт клея с эмульсионным слоем должен быть исключен. И приводятся те рекомендации по клеям, которые можно использовать при изготовлении конвертов. Идеальный вариант – это, конечно, конверт, который вообще не содержит клея. Значит, фотодокументы с цветным изображением должны быть дополнительно защищены вкладками из светонепроницаемой бумаги. И маркировка осуществляется только на упаковке, но ни в коем случае не на самом документе. Если вдруг окажется, что документ на огнеопасной основе, должна быть сделана пометка «Огнеопасно». И вот просто в качестве примера хочу привести результат организации хранения документов в нашей библиотеке в отделе стампов. Это, в общем-то, очень, можно сказать, редкая, можно сказать, без преувеличения уникальная коллекция. Коллекция фотографий Жоржа Рауля. Он известный, во-первых, сам по себе очень интересный мастер. Он француз по происхождению, долгие годы жил и работал в Одессе. И вот тот альбом, который сейчас мы имеем в библиотеке, называется он «Коллекция типов людей России, Болгарии, Кавказа». То есть это этнографическое наполнение коллекции. Кроме того, здесь содержится большое количество фотодокументов, которые относятся к периоду войны за освобождение Болгарии. Есть виды Крыма, есть фотографии синайских манускриптов. То есть очень такое разнообразное наполнение. Интересна и сама история этого альбома, потому что этот альбом первоначально был предназначен в подарок датскому королю Кристиану XI по какому-то
причине подарен не был и остался в фондах Императорской публичной библиотеки. Как пишет Стасов в одной из своих работ, Стасов, в общем-то, которому мы обязаны, можно сказать, появлению такой большой коллекции фотографий в нашей библиотеке. Он положил начало этой коллекции. Эти фотодокументы были помещены в роскошный кожаный софьяновый футляр, который, как считают наши хранители, в годы революции был утрачен. И на момент обследования этих фотографий, то есть мы оценивали их состояние, они хранились в 5 папках, изготовленных из современных переплетных материалов. Ну, в общем-то, конечно, что казалось недопустимым и хранителям, ну, нам в том числе тоже. Потому что, когда проверили эти папки на их химические свойства, ну, оказалось, что они, в общем-то, не соответствовали тем требованиям, которые предъявляют к этому стандарту. То есть они имели довольно-таки кислое значение. Ну, вот опять-таки в рамках федеральной целевой программы были закуплен целый ряд материалов: миколентная бумага, бескислотный двусторонний картон. Фотографии были рассортированы хранителем по тематике. Вот теперь хранятся вот в таком виде, то есть в каждой папке имеется по несколько фотографий, имеется первичная упаковка из миколентной бумаги и вторичная, то есть имеется папка. Вот. Ну вот также примеры хранения – это уже микрофильмов. То есть вот такие контейнеры маленькие, куда помещается кассета с микрофильмом. Изготавливаются они также у нас, то есть это можно расценивать как первичную упаковку, и затем специальный стеллаж для хранения микрофильмов, тоже из примера нашей библиотеки. Другой раздел стандарта – это условия хранения документов. В общем-то, если вы знакомы, думаю, в какой-то мере многие из вас знакомы со стандартом 750, то есть условия хранения документов – это температурно-влажностный, санитарно-гигиенический и световой режимы. Также вот это характерно и для документов, для фотодокументов. Значит, температурно-влажностный режим. Кино- и фотодокументы и микрофильмы рекомендуется хранить в различных помещениях хранилища с разным температурным режимом в соответствии с видом основы документа. Ну, все-таки, как я уже говорила, опасных практически не встречается. Особенность. Значит, относительная влажность в помещениях в пределах 40-50%. Температура черно-белых документов. Рекомендуется пониженная температура, где-то плюс 10 градусов. Ну, или же 15 для черно-белых фотографий и для документов на безопасной основе. Для цветных рекомендуется минус 5. Значит, сразу хочу сказать, вот если мы посмотрим на эти параметры, что, в общем-то, естественно, соблюсти их в библиотеках не то, что сложно, а, в общем-то, просто невозможно. Но все-таки, если есть возможность понизить температуру там, хотя бы до 15-18 градусов, где-то, примерно там, с 22, то это уже будет хорошо для документов. Другой важный момент. Температура, пусть даже и выше той, которую рекомендует стандарт, должна по возможности быть постоянной. Что, в общем-то, очень вредно для документа, особенно для такого, опять-таки, повторюсь, многослойного и многокомпонентного, это резкие колебания температуры и относительной влажности воздуха. Значит, что говорит стандарт об этих колебаниях? То допустимые колебания температуры плюс-минус 5 градусов Цельсия и относительной влажности плюс-минус 10% в течение одних суток. Это считается более-менее безопасными параметрами для обеспечения сохранности этих документов. Ну, так же, как мы говорили уже об акклиматизации, ну и что еще желательно, это контроль, даже не просто контроль, а, наверное, мониторинг и анализ результатов этого мониторинга и регистрация температурно-влажностного режима хранения, которые, опять-таки, стандарт
рекомендуют осуществлять не реже 1 раза в сутки с помощью измерительных приборов. В общем-то, тоже довольно-таки бывает сложно для библиотек, но, тем не менее, например, у нас в хранилище микрофильмов установлены логеры, которые автоматически снимают показания температуры и относительной влажности воздуха через заданные промежутки времени. И, в общем-то, насколько я знаю, такие системы, в общем-то, есть и в ряде других библиотек. Вот, в частности, во Владимире мы видели такую систему. Мы знаем, что она есть в Челябинске. Так что, в общем-то, проблема, наверное, решаема при желании. Световой режим. Почему, в общем-то, световой режим является очень важным для документа? Что, в общем, как известно, что для начала любого какого-то процесса, в том числе и деструктивного, нужен какой-то энергетический толчок. И вот свет, являясь энергией, в общем-то, такой толчок к деструктивным процессам дает. И процесс, который возникает под действием света, носит название процесс фотолитической деструкции. И чем он опасен для любого документа, не только для документа на бумаге. Если, в общем-то, хранение документов на бумаге даже при повышенной температуре, при повышенной относительной влажности вызывает окислительные и гидролитические деструктивные процессы. Но их мы в какой-то мере можем остановить, проведя обработку документа, хотя бы даже для начала только промывку, в идеале нейтрализацию документа. На какой-то момент мы можем удалить продукты деструкции, мы можем, в общем, привести документ в более-менее приличное состояние. То, что касается процессов фотолитической деструкции, их остановить уже практически невозможно. И если мы поместим документ в идеальные условия хранения, то есть в темноту, в инертную газовую среду, по пониженной температуре, эти процессы хоть медленно, но тем не менее все равно будут идти. И их остановить невозможно. В чем еще опасность действия света на бумагу? Это его кумулятивное действие. То есть воздействие сильной дозы светового облучения в течение очень короткого времени, пусть даже там несколько секунд, несколько десятков секунд, эквивалентны воздействию небольшой дозы светового излучения, но в течение длительного времени. То есть иногда можно встретить даже в литературе такое понятие, как накопленная освещенность. И что рекомендует стандарт при хранении этого вида документа? Освещенность шкафов, стеллажей должна быть не менее 20 люкс, проходов 50 люкс, рабочих мест 100 люкс. И источники света должны обеспечивать свет, если говорить по свойствам, то есть свет этот должен находиться в видимой области спектра, наиболее безопасной для документов любого вида. То есть проникновение прямых солнечных лучей в помещение для хранения и использования таких документов недопустимо. Важным моментом обеспечения сохранности документов является и санитарно-гигиенический режим. В общем-то, я думаю, тут довольно-таки все понятно. Наличие пыли может вызвать абразивные повреждения эмульсионного слоя документа. Что стандарт рекомендует, это проводить не реже 1 раза в неделю сухую уборку всего помещения, например, пылесосом, не реже раза в месяц влажную уборку оборудования и ежедневно влажную уборку полов. Также рекомендуют переодевать при входе в хранилище одежду и обувь. И также особое внимание обращать на состояние упаковки документов. При обнаружении каких-либо дефектов эта упаковка подлежит замене. Еще один раздел стандарта – это контроль технического состояния документа. В чем он заключается? Это в периодическом осмотре самого документа. Что стандарт опять-таки рекомендует 1 раз в год для документов на огнеопасной основе и 1 раз в 5 лет для документов на пленке другого вида.
И опять-таки он рекомендует весь объем документов просмотреть не реже одного раза в 5 лет. На что обращать внимание при осмотре документов? В общем-то, довольно-таки много чего здесь указано, что, в общем-то, реально сделать в условиях библиотек. Это состояние упаковки документов. Почему? Я думаю, это уже всем понятно. Наличие защитных и стандартных ракордов для микрофильмов. Состояние поверхности, то есть просмотреть, в каком она находится виде, имеются ли какие-то царапины, запыленность. Проверить стабильность основы мы не можем, понятно. Геометрический размер, шаг перфорации, длина каждой единицы хранения, в общем-то, тоже не всегда можно посмотреть, но что можно посмотреть, если микрофильм с перфорацией, а, в общем-то, современные микрофильмы, они уже на пленке без перфорации, ну, в общем-то, если есть старые, которыми вполне можно пользоваться, и если есть аппараты для их просмотра, то, в общем-то, на перфорацию пленки надо обратить внимание. И обратить внимание также на наличие каких-либо дефектов на поверхности пленки. Есть ли какой-то налет, есть ли какие-то пятна. Потому что это могут быть как дефекты биологического происхождения. Ну вот, как я уже говорила, да, альбумин, коллодий, желатин может быть связующим слоем, а эти вещества являются хорошей питательной средой для микроорганизмов и для грызунов. Но и также, если, в общем-то, выполнено недостаточно хорошо, ну, такие операции при проявке пленки, как там промывка пленки, фиксация изображения, то, в общем-то, могут остаться или со временем проступать какие-либо остатки тех химических веществ, которые использовались при обработке пленки. Ну и контроль химического состояния документа рекомендуют проводить в отраженном свете, потому что именно при нем, в общем-то, легче всего заметить все дефекты. Ну и стандарт рекомендует по результатам этого обследования сделать заключение и записать их в актах технического состояния документов, для того, чтобы при следующей проверке их можно было сравнить и судить о стабильности документов. Ну, о подготовке документов к использованию, я думаю, что можно не говорить очень подробно, потому что, в общем-то, говорили мы уже и о акклиматизации документов, и об упаковке, но вот о сроках акклиматизации, в общем-то, тоже указаны. Тут при таких вот, если очень больших, например, транспортировках, 10 суток, это для кинодокументов и рулонных микрофильмов, и сутки – это фотодокументы и микрофиши. Вот так. Существует еще несколько стандартов, в общем-то, о которых тоже надо знать. Это относятся они уже к разделу репрография. Это стандарт 13.1.203.84 репрография и микрография правила хранения микроформ. В общем-то, они во многом дублируют те данные по температурно-влажностному режиму, в котором есть, о которых мы говорили уже. И вот тоже микрофильм репрография и микрография. Микрофильм документа на правах подлинника, порядок изготовления, учета, хранения и применения. В общем-то, тоже стандарт очень интересный, но он тут учитывает слишком много факторов. Что касается хранения и применения, в общем-то, они все находятся в соответствии с тем стандартом, о котором я уже говорила. Так, что-то здесь не срабатывает. Так, ну и можно сказать так, заканчивая разговор о фотодокументах, я хотела бы сказать несколько слов, ну, в общем, даже не несколько слов, немножко больше, о так называемых фотодокументах на современной фотобумаге. Вот такой вопрос возник где-то, наверное, лет 15 назад у Елены Георгиевны Хаплановой, которая позавчера выступала. Проводили мы у них в библиотеке, Государственной библиотеке искусств в Москве, обследование фонда фотографий. И вот она нам показала фотографии, которые поступили к ним в фонд
после работы в их фонде съемочной группы фильма «Сибирский цирюльник». Если вы помните, то уже где-то во второй части фильма показывается дом главного героя, интерьер которого украшен очень большим количеством фотографий. Может, помните. И как вот я думала, да, ну, все очень просто. Значит, Ниелова, Меньшов сели в костюмах соответствующих, их сфотографировали и поместили в интерьеры в период съемки. Оказалось, что, в общем-то, все не так просто, что художники съемочной группы изучили очень большое количество фотодокументов, хранящихся в фондах библиотеки искусств, выбрали наиболее интересные с их точки зрения, потом, значит, методом фотошопа вставили туда лица главных героев, потом распечатывали эти фотографии в различных вариантах. Это были черно-белые фотографии, это были фотографии в цветах сепии, это были зеленые такие вот в зеленых оттенках фотографии. И, значит, выбирали, что же наиболее хорошо будет смотреться в самом фильме. И вот эти все бумажные варианты они подарили библиотеке искусств. Естественно, им этот материал был довольно-таки интересен, потому что это история работы над фильмом. И вот она спросила, а что же вот делать с этими документами? На тот момент, что мы могли сказать, мы сказали, мы не знаем, но будем узнавать, что же это за документы, как их хранить и что с ними делать. И вот, в общем-то, очень долго мы работали с литературой, и в результате, в общем-то, так выяснилось несколько таких интересных моментов. Значит, во-первых, сама вот эта вот фотография рассматривалась уже многими исследователями, свойства этих фотографий как копия электронного документа, что, в общем-то, для нас это было какой-то неожиданностью. Очень много результатов исследований было посвящено таким вопросам, как цветопередача. То есть то, что мы видим в электронном документе, как вот это вот передать в должной степени на бумаге, близко к тому, что вот мы, например, видим на экране компьютера. Рассматривались различные факторы. То есть это и запыленность помещения, это и, опять-таки, температурно-влажностные условия того помещения, где эта фотография печаталась. И, в общем-то, был такой сделан вывод, довольно-таки необычный, наверное, для нас, и с которым мы сразу не согласились, что, да, вот есть так документ, но так как он является копией, вы можете его как угодно использовать, вы можете его экспонировать, вы можете там выдавать читателям в библиотеках, в архивах. Если с ним что-то случится, и ничего страшного, при нормальных условиях вы все распечатаете и получите новый документ. Но, опять-таки, уже по опыту работы с библиотекой искусств мы поняли и спросили у них, а предоставила ли вам съемочная группа вот этот электронный оригинал документа? Они сказали, нет. Значит, все, что у них есть, это то, что вот они держали в руках. Поговорили с некоторыми музейщиками, которые сказали, тоже нет, потому что у нас есть такие фотографии, многие из которых, например, являются авторскими фотографиями, являются подарком автора, музея, галереи, может быть, даже где-то той же библиотеки. И, естественно, тогда нам, в общем-то, представилось интересным посмотреть, как же все-таки такой документ, что, во-первых, представляет из себя эта бумага и как ее хранить. Значит, что оказалось? Что, в общем-то, во-первых, это бумага премиум-класса. Она может быть различной толщины, но это так уже, это эффектные детали. Да? Значит, в чем-то эта бумага очень похожа на классическую фотобумагу. То есть также она имеет несколько слоев. То есть это подложка, это может быть, опять-таки, бумага, иногда это может быть ткань. Несколько слоев, один из которых обеспечивает белизну фона, слой, который препятствует проникновению чернил на саму бумагу основу, и слой, который отвечает за формирование и за защиту изображения. Так что, в общем-то, тоже оказалось, что эта бумага тоже не вполне обычная. Значит, как классифицируется эта бумага? Опять-таки, что мы узнали из данных литературы? То есть покрытие может быть микропористое и может быть полимерное.
Микропористое покрытие состоит из мелких неорганических частиц, поэтому называется, между ними есть какие-то отверстия, поры, через которых проникает краска, и, происходит формирование изображения. В чем недостаток? И отмечалось это в литературе. В том, что из-за наличия этих пор усиливается контакт цветового слоя с окружающей средой. Происходит очень быстрое иногда изменение самого изображения, изменение цвета. В общем, происходят те повреждения, которые, в общем-то, и в классической фотографии, как называется, там угасание изображения, выцветание изображения. Вот на такой бумаге можно печатать как водорастворимыми, так и пигментными чернилами. И есть полимерное покрытие, это не пористое покрытие, оно образовано органическими полимерами, через него проходит чернила, после чего оно разбухает и покрывает поверхность бумаги пленкой. То есть, как говорилось, что это покрытие более стойко и лучше защищает бумагу. И что еще, тоже, в общем-то, наверное, явилось для нас новостью, то, что если обычные документы мы печатаем водорастворимыми чернилами, то фотодокументы печатались пигментными чернилами. Объектом исследования у нас служила бумага нескольких видов. Это фотобумага для струйной печати «Бетанкур», производства фабрики «Гознак». То есть никак мы не могли обойтись без отечественного производителя, тем более есть такая бумага. Фотобумага для струйной печати «Ламонт» матовая, односторонняя. Фотобумага для струйной печати «Ламонт» глянцевая, производство Япония. Почему мы выбрали именно эту бумагу? Потому что, в общем-то, опять во всех рекомендациях, которые мы читали в литературе, говорилось о том, что если у вас есть, например, фотопринтер Kodak, бумагу надо использовать именно Kodak, потому что эта бумага оптимизирована именно под этот принтер. Вот эти же перечисленные бумаги, они являются универсальными, то есть их можно использовать на принтере любой марки. Я уже сказала о чернилах. Красящие вещества. И как формируется изображение водорастворимыми чернилами, то есть это происходит на поверхности бумаги, и пигментными чернилами. То есть это как волокна бумаги остаются где-то внизу и выполняют роль подложки. Что, в общем-то, показали наши исследования? То, что основой этой фотобумаги является стопроцентная сульфатная целлюлоза. Может быть, когда-то вам приходилось читать такой долговечной бумаги. Долговечная, почему она называется долговечная? Для того, чтобы обеспечить долгий срок хранения службы этой бумаги. Эта бумага получается путем варки из целлюлозы. И, в общем-то, как показывает практика, может храниться очень и очень долго. К чему восприимчива эта была бумага? В общем-то, не столько к изменениям температуры, как к изменениям влажности. Еще особенности уже даже не столько бумаги, сколько документов. Это то, что эти документы требовали осторожности при хранении, потому что, несмотря на наличие этого защитного полимерного слоя, в результате трения с упаковкой или друг с другом происходило стирание этих фотографий. И, в общем-то, воздействие света также оказывало негативное влияние на эти фотодокументы. Они, в общем-то, также теряли свою яркость и насыщенность. И, в общем-то, результаты этих наших исследований позволили нам разработать рекомендации по хранению и экспонированию документов на фотобумаге для струйной печати. Они здесь представлены. Сейчас перейдем к следующему слайду. Они опубликованы. Они опубликованы впервые в 2011 году
В книге «Национальная программа сохранения библиотечных фондов России. Нормативная методическая база реализации». Значит, называются они в разделе «Методические рекомендации. Хранение и экспонирование документов на фотобумаге, полученных на принтере для струйной печати». Ну, книга эта уже, не побоюсь сказать, давно стала библиографической редкостью, но все-таки тут на помощь к нам приходят электронные технологии. Книга эта размещена на сайте Межрегионального центра библиотечного сотрудничества в разделе «Издание», по-моему, называется. Вот, значит, тут указан ее адрес. То есть туда можно войти и, в общем-то, очень много полезного и интересного найти. Ну и кроме того, в общем-то, так, и хотелось бы вам рекомендовать еще вот один сайт, в общем-то, с которого мы, можно сказать, и начали свою работу. Сайт американских исследователей, которые уже очень долгие годы исследуют такие цифровые изображения на бумаге. И, в общем-то, каждый год этот сайт пополняется несколькими новыми статьями. И, в общем, просто тому, кто интересуется этим вопросом, почитать, в общем-то, очень интересно. Ну и сначала в 16-м, а затем уже в 19-м году вышел из печати вот такой вот сборник «Лабораторные методики и технологические инструкции по практической консервации документов». Издание 16-го года называлось немножко по-другому. Вот там же у нас есть методические рекомендации по хранению и экспонированию документов на фотобумаге. Плюс мы по сравнению, вот, например, с предыдущим сборником, мы добавили его очень большим списком литературы, где, в общем-то, были представлены все наши научные исследования и рекомендации вот именно по бумаге этого вида. Вот, так что сборник этот сейчас доступен, ну как доступен на сайте нашего издательства. Если интересно, можно заказать, потому что имеется там очень много и практических инструкций, и методических рекомендаций. Ну вот по фотодокументам кратко все. Будут ли какие-то вопросы? Подумайте. Не надо тяжело вздыхать. В общем-то, все не так страшно, как казалось бы. Так, ну давайте тогда перейдем к следующей части. Это фото- и видеодокументы. В общем-то, тоже вид документов, которые есть в библиотеках, которых в библиотеках довольно-таки много, особенно в тех библиотеках, в которые есть такие вот, ну, как у нас, например, называется отдел нот и звукозаписей. Значит, что чаще всего относится к документам такого вида? Это шелачные грампластинки, виниловые грампластинки и аудиовизуальные документы на магнитных носителях. Значит, шелачные грампластинки – это, в общем-то, такие первые носители звуковой информации, одни из первых, можно сказать, первым, но все-таки первым это, наверное, был металлический грамм-оригинал. Значит, состав их очень необычен. Состоят они из сажи, черные, понятно, да, и продуктов жизнедеятельности тропических червецов, то есть вот из самого этого шелака. Значит, прогнозировать такой вот универсальный срок жизни вот этих пластинок, в общем-то, можно сказать, практически невозможно, потому что соотношение вот этого шелака и сажи в разных пластинках, оно может быть совершенно различным. Виниловые грампластинки пришли на смену шелачным. Казалось бы, да, винил такой химически инертный, хороший материал, но есть у него свои особенности, он довольно-таки восприимчив к свету. Что касается шелака, он очень восприимчив к влаге. Ну и аудиовизуальные документы на магнитных носителях, почему они так называются? Но если вот мы будем, например, говорить о пленках на бобинах, то есть тоже полиэфирная пленка, связующий слой, на который наносится порошок какого-либо металла, вещества, которое обладает таким свойством, как остаточная намагниченность. И, значит, вот разная степень этой намагниченности, она и как бы составляет вот
тот материал записи информации, которым потом является звуком у нас. Значит, ну, в чем принцип записи шелачных грампластинок и виниловых грампластинок? Да, вот если так посмотреть. Значит, звуковая дорожка, да, все мы знаем. Эта звуковая дорожка может иметь совершенно различный рельеф. И вот когда на эту звуковую дорожку, значит, ставилась игла, там запускался какой-то механизм движения совершенно разный, игла двигалась по этой звуковой дорожке, дорожка имеет разный рельеф в зависимости, значит, да, от того, что там записано. Происходит колебание на этой дорожке. Колебания, механические колебания преобразовывались в звук. Если это какой-то электропроигрыватель, то, значит, сначала в электрический сигнал, потом в звук. И вот именно состояние этой дорожки, оно определяло и эти механические колебания, и, значит, в соответствии то качество звука, которое мы получали в конце. Значит, если повышенная влажность, ставится игла, снимается, в любом случае ставится игла, даже в идеальных условиях, в идеальной температуре и влажности, все равно снимается какой-то микроскопический слой с этой звуковой дорожки. Если повышенная влажность, ставится игла, снимается больший слой этого шелака, и, соответственно, информацию мы теряем быстрее. Значит, практически то же самое с виниловыми пластинками. Но тут уже не влажность, тут уже воздействие света. Под действием света размягчается, и опять-таки снимается больший слой, и мы теряем, в общем-то, опять-таки, изменяется рельеф звуковой дорожки, и происходит опять вот утрата информации, именно звуковой информации. Ну, вот здесь так примерно как воспроизводится запись информации на пластинке. Да, вот ставится игла и движется по этому рельефу звуковой дорожки. Значит, документы на магнитных носителях, нанесение порошка. И, в общем-то, как говорится многими исследователями, как пишется во многих пособиях, самым слабым местом этих документов является связующий слой. То есть он засыхает, он отваливается от основы, значит, опять-таки отваливается он вместе с тем порошком, который несет вот эту вот информацию, несет эту намагниченность, и, соответственно, теряется информация. То есть для того, чтобы не засыхало, не отваливалось, опять-таки, что важно, это, опять-таки, условия хранения информации. Ну, вот стандарт 768-95. Фоновые видеодокументы, общие технические требования к архивному хранению, а также разработан архивистами. В общем-то, если мы посмотрим, опять-таки, структура стандарта очень близка к стандарту по хранению фотодокументов. Ну, вот общее положение стандарта, если посмотреть, опять-таки, они очень близки к тем общим положениям стандарта для хранения фотодокументов, о которых мы говорили. Опять, требования к упаковке документа. Опять-таки те же функции. Защита документа от возможности проникновения влаги, пыли и света. Защита от механических повреждений. И упаковка должна препятствовать свободному перемещению документа внутри упаковки. Как рекомендуется хранить? Сначала пакет из полиэтиленовой пленки, затем футляр какой-то или конверт с вырезами для этикеток. То есть, опять-таки, первичная и вторичная упаковка. Если грамм-оригиналы, то они должны быть обернуты в конденсаторную бумагу, уложены в конверт из плотного картона и затем еще в упаковку такую с прокладками из мягкого материала для того, чтобы, опять-таки, исключить возможность каких-либо механических повреждений. Значит, катушки и кассеты, на которые наматывается эта пленка, должны не иметь видимых дефектов. И каждая коробка или конверт с документами должна быть снабжена соответствующей этикеткой. Маркировка, опять-таки, указывается только на конвертах, не на самом документе. Вот режим хранения документов. Значит, это также температурно-влажностный режим. Ну, температура здесь
намного, в общем-то, уже так разброс температуры от 8 до 18 градусов Цельсия, и относительная влажность воздуха от 45 до 65%. То есть разброс несколько больше, чем у фотодокументов. Но что опять-таки является общим, это не допускаются резкие колебания температуры более 5 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха более 10% в течение одних суток. То есть, что опять-таки важно, это стабильные условия хранения. Ну и перед закладкой на хранение документы должны быть подвергнуты акклиматизации. Акклиматизация проходит без упаковки. Ну, контроль и регистрацию температурно-влажностного режима также стандарт советует проводить. Световой режим. Также освещение источниками искусственного света с закрытыми плафонами и с гладкой наружной поверхностью. Опять-таки не допускается в помещение хранилищ прямых солнечных лучей. Но я думаю, тоже это уже становится понятно, если мы чтем те вот моменты, например, о виниловых пластинках, о которых мы уже говорили. Освещенность шкафов, стеллажей не менее 20 люкс, проходов 50 люкс, рабочих мест 100 люкс. То есть данные по освещенности практически аналогичны тем параметрам, при которых рекомендуется хранить фотодокументы. Санитарно-гигиенический режим. Также это сухая уборка стеллажного оборудования и упаковок с документами пылесосом, которую рекомендуют проводить 1 раз в неделю, уборку полов и помещений влажную не реже 1 раза в месяц. Также рекомендуется переодеваться в специальную одежду и обувь, и также следить за состоянием упаковки, потому что упаковка несет защитную функцию. Кроме того, упаковка, в общем-то, это справедливо и к фотодокументам, и к фонодокументам, и к документам на бумаге. Акклиматизация документа при определенных условиях. Значит, документ, он может как бы втянуть в себя определенное количество влаги. И когда мы кладем в упаковку, то есть что-то в документе сохраняется. И, например, испарение той же влаги из самого документа в упаковке, естественно, происходит гораздо медленнее, чем в том случае, когда этой упаковки нет. Ну и кроме того, это хорошая защита в период аварийных ситуаций. Все-таки основной удар на себя принимает упаковка, а не сам документ. Ну и также при обнаружении на упаковке каких-либо повреждений такая упаковка подлежит замене. Контроль технического состояния. Здесь уже несколько другие цифры. Для документов на грампластинках это 1 раз в 7 лет. Для фонодокументов и видеодокументов на магнитной ленте 1 раз в 5 лет. На что обращается внимание при проверке технического состояния? Это также состояние и наличие упаковки, это наличие стандартных ракордов, состояние поверхности документов, ну, состояние склеек магнитных лент, шаг перфорации магнитных лент. Ну, что-то мы можем увидеть, например, и в физико-механических характеристиках, то есть обратить внимание на корабление пленок, осыпание рабочего слоя, ну и также обратить внимание на наличие химических и биологических повреждений документа. Ну, то, что еще рекомендует стандарт, в общем-то, для библиотек, сразу можно сказать, нереально. Это такие, как электроакустические характеристики, параметры видеодокумента в видеоканале, качество изображений видеодокумента. Это, ну, хотя бы визуально как-то можно оценить. То есть, опять-таки, осмотр в отраженном свете, в общем-то, даст нам представление о том, каково состояние этого документа.
Ну, использование документов. Фоны и видеодокументы подлежат учету, контролю технического состояния, а также копированию. Использование страховых копий документов допускается лишь при утрате или повреждении оригиналов. Использование оригиналов особо ценных фон и видеодокументов допускается только при изготовлении рабочих копий. И для обеспечения долговременной сохранности особо ценных документов выдаче подлежат только рабочие копии. Ну и что еще? Совершенно такие, в общем-то, простые требования, но, тем не менее, как показывает практика, в том числе и нашей библиотеки, не всегда они соблюдаются. Это содержание в чистоте аппаратуры воспроизводящей, это содержание в чистоте магнитных головок, откуда стандарт рекомендует, в общем-то, удалять пыль и грязь ежедневно. Отсутствие посторонних предметов на рабочей поверхности аппаратов. Ну и работать с документами следует аккуратно, таким образом, чтобы не допускать появления механических повреждений и отпечатков пальцев на их поверхности. Недопустимо оставлять в документе какие-либо закладки, недопустимо сматывать магнитную ленту на пол. Значит, зарядку необходимо проводить только защитным ракордом, и опять-таки не допускается нахождение документов под прямыми солнечными лучами и вблизи источников тепла, света и электромагнитных полей. Ну и после окончания работы аппаратуру следует закрывать крышками и чехлами, для того, чтобы, понятно, чтобы она содержалась в чистоте. После выдачи документа рекомендуется проверить его техническое состояние, ну и также при дальнейшем помещении в хранение проводить акклиматизацию различной продолжительности. 2 часа грамм-пластинки, 4 часа фонодокументы на магнитной ленте, 24 часа видеодокументы и оригиналы перезаписи к видеофильмам. Ну и опять-таки меры безопасности. Они довольно-таки простые, но тем не менее, опять-таки, как показывает практика, далеко не всегда они соблюдаются. То есть это при работе, при транспортировке таких документов необходимо соблюдать правила работы с горючими и легко воспламеняющимися веществами. Должна быть исключена возможность перемещения этих документов внутри контейнеров, внутри упаковки. По возможности необходимо избегать проникновения в эти контейнеры влаги, каких-то вредных газов из окружающей среды, пыли и солнечных лучей, а также образования конденсаторной влаги внутри упаковки. Осторожность во избежание загрязнения и повреждения документа. Аппаратура должна быть исправна. Транспортирование фона и видеодокументов следует проводить с соблюдением мер предосторожности, препятствующих размагничиванию записи. Не хранить вблизи и не использовать в непосредственной близости электромагнитных полей и не перевозить на электрокарах. Вот по этим документам у меня все. Будут ли какие-то вопросы? Может быть, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а потом поговорим о документах на компакт-дисках. Ну, потому что там, я думаю, что моментов для обсуждения будет больше. Сколько времени, Наталья Ивановна, мы давайте можем? минут 10. Давайте минут 15, да? Да. 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 Значит, смотрите, сейчас у нас 43 минуты. Давайте ровно в 4. Пожалуйста, чай, кофе.
прошу всех занять места. И тех из вас, кого напугали некоторые требования стандартов, да, я прошу внимательно слушать. Бонус будет в конце. Рассказ о том, как в наших условиях Выжить. выжить, да, и не быть убитыми и раздавленными стандартом, вы получите. Все, слушаем внимательно. В том числе маленькие библиотеки, которые случайно решили, что их это не касается, и они будут как при бабушке. Нет. Следующую презентацию, пожалуйста. Сейчас еще немножко о стандартах, и теперь мы поговорим о компакт-дисках. Я думаю, что тема, может быть, даже более актуальная, чем то, что мы обсуждали ранее. Значит, хранение и использование документов на компакт-дисках. Значит, так же, как все, о чем мы говорили, многослойность и многокомпонентность. Самая простая схема строения CD-диска. Основа – поликарбонат, активный слой, отражающий слой, декоративный слой. В случае DVD, значит, там может быть еще основа сверху. То есть если здесь мы говорим как бы о бутерброде, то уже в случае DVD мы можем говорить как бы о сэндвиче. Может быть односторонний, может быть двухсторонний диск. Но опять-таки много слоев, разные материалы. Значит, когда компакт-диски вошли в нашу жизнь, но произошло это несколько десятилетий назад, то есть они рассматривались как наиболее такой универсальный материал или объект для хранения информации. И если посмотреть какие-то публикации там 30-летней давности, то там говорилось, или даже какие-то рекламы производителей 30-летней давности, то там говорилось о том, что информацию можно хранить вечно, но если не вечно, то хотя бы 200-300 лет. Но, естественно, скептиков у нас много. Если, как помните, в фильмах о Джене Средине, как там говорилось, 20 лет, говорилось, 20 лет, что будет через 20 лет, или Ишак умрет, или Ишак сдохнет, или мир умрет, сами понимаете, да? То есть, естественно, стала такая вот информация производителей проверяться. Очень быстро срок таких вот, скажу уже, документов, то есть не самого компакт-диска, сам компакт-диск был, а именно документа на компакт-диске, то есть материалы с записанной на ней информацией, очень быстро с 300 лет снизился до 30. Прошло где-то год, может быть, стали говорить уже о 15 годах, сейчас уже говорят 3-5 лет, не более. Плюс еще один вопрос возник, с которым тоже, наверное, многие столкнулись. Есть объект, есть документ на компакт-диске, а как его прочитать? Я думаю, у многих уже есть ноутбуки, в которых дисковода для компакт-диска не предусмотрено. То есть, опять-таки, вопрос. Но все-таки компакт-диски есть, много документов есть. Есть книги, к которым прикладывается такой вот электронный вариант на компакт-диске. Все-таки они есть, и библиотеки где-то их должны хранить. Ну, в общем-то, мы тоже не остались в стороне от такой проблемы, от документов такого вида. И скажу даже больше, что нами был разработан стандарт вместе там с нашими коллегами из РГБ и Российского государственного гуманитарного университета, но разработке этого стандарта и появлению этого стандарта, в общем-то, предшествовала большая исследовательская работа. Вкратце, что показала наша работа? Значит, то, что выдерживание дисков в условиях повышенной температуры и относительной влажности воздуха. Но это такие вот стандартные условия для искусственного ускоренного старения документов. Ну, что еще можно про них сказать? Можно сказать, что это имитация аварийных ситуаций, которые, к сожалению, встречаются в библиотеках. Ну да, знаете, в библиотеках как на сцене. Если есть ружье, оно должно выстрелить. Если есть батарея, когда-нибудь ее прорвет. Ну, рядом документ на компакт-диске. На него попала там, например, горячая вода. Что происходит? Изменяется поверхность диска, происходит отслоение металлического отражающего слоя, диск разрушается и становится непригодным для чтения. То есть информация, записанная на этот компакт-диск, полностью потеряна. Документ полностью разрушен, и он потерян.
Не восстановить. Нет, нормально. Отсутствие воздухообмена, повышенное содержание микроорганизмов в воздухе. Для этого даже, в общем-то, не надо ходить там, знаете, чихать, рассыпать какую-то плесень. Достаточно просто запыленное помещение, потому что, как показывает практика, на именно этих частицах пыли очень часто оседают и собираются споры микроорганизмов. При определенной повышенной влажности они могут начать развиваться. Что происходит в этом случае? То есть, можно сказать, что это имитация условий хранения с неблагоприятным климатом. Происходит поражение дисков микроорганизмами, вследствие чего имеет место ошибки чтения в лучшем случае. В худшем случае мы имеем то же самое, что было вот в первом варианте. Значит, обработка некоторыми полимерными биоцидами приводит к ошибкам чтения или невозможности считывания информации. В общем-то, многие библиотеки в практике уже используют биоциды для борьбы с микробиологическими повреждениями. Биоциды бывают разные, в том числе бывает и на полимерной основе, как, например, полигексаметиленгуанидинфосфат. Очень хорошо, например, им было обрабатывать и документы, очень хорошо им обрабатывать помещение. Но вот обработали ими диск. Что мы получили? Поверхность диска покрыта полимерной пленкой. Диск не читается. Он все хороший, очень хороший, но вот пленка там микроскопическая, да, такие нанотехнологии, которые, в общем-то, приводят к тому, что, опять-таки, документ не читается. Не самый плохой вариант. Можно каким-то образом этот полимерный слой потом смыть. Но, тем не менее, тоже проблема. Циклические перепады температуры, то есть условия термоударов, приводят к ошибкам чтения. Может быть такое при хранении? Может быть. Зима, тепло, комфортные условия в хранилище. Отключили отопление, холодно. Что получаем? Ошибки чтения. Что также показали исследования? Что наибольшее отрицательное влияние на документ на компакт-диске оказывает повышенная относительная влажность воздуха. Потому что, опять-таки, при некоторых условиях может относительная влажность высокая, изменение температуры происходит, образуется на поверхности диска конденсат, и смотрим пункт 1. Такой же результат. При одновременном воздействии нескольких негативных факторов, как, например, повышенной влажности и микроорганизмов, диск приходит в нерабочее состояние в более короткий срок. Условия климатического старения в стабильном режиме, обращаю внимание, что в стабильном режиме, то есть это воздействие повышенной температуры, не вызывает изменения основных параметров читаемости диска. Стабильные условия, запомните это. Испытания на удары и вибропрочность и стирание не ухудшают читаемость информации. Воздействие ультрафиолетового излучения не ухудшает читаемость информации. В общем-то, это результаты нам показались интересными, и поэтому мы приступили к разработке стандарта. И несколько таких иллюстраций. Вот что происходит с этими вот записями, с информацией, да, вот правый, левый кадр – это диск в нормальном состоянии, в правом после воздействия пароводяной среды. То есть что мы видим? Разрушение вот этих пит, отдельные вот эти вот точечки, аналогичные, в общем-то, звуковым дорожкам на фоне документов, превращаются в какую-то такую зигзагообразную ленту. То есть материал записи информации, он пропадает. Вот еще один пример. Компакт-диск, пораженный микроорганизмами. Вот с правой стороны диск нормальный, контрольный образец, с левой стороны диск, пораженный микроорганизмами. Обратите внимание, как происходит поражение компакт-диска с середины и с краев. То есть вот этот вот очаг поражения, он никогда не возникает в середине. С чем это связано? Сразу объясню. Значит, как говорили, несколько слоев. Сверху тоже может быть, такой иногда, как говорят, слой лака. То есть, по идее, он должен закрывать и всю поверхность компакт-диска, и должен закрывать торцевые части. Не всегда это получается хорошо при производстве дисков.
Да, потому что, что мы тоже заметили в ходе наших исследований, мы очень много рассматривали диск. Диск может быть произведен в Японии, диск может быть произведен в Индии. Совершенно разные сроки службы. Разная цена и разные сроки службы. Разное поражение, может быть, разная степень поражения микроорганизмами. Опять-таки из-за качества диска. Нарушение вот этого защитного слоя по торцам приводит к тому, что вот туда может проникать влага, туда проникают микроорганизмы, которые, в общем-то, любую органику с удовольствием сожрут. Вот такой результат. Ну вот стандарт, основные его пункты его содержания. Значит, разработан, как я сказала, он нами, мы были головной организацией. Российская государственная библиотека, существовавшая тогда там при ней Центр консервации документов, и научная библиотека Российского государственного университета. Разрабатывали мы его в течение нескольких лет. Значит, что мы ввели в этот стандарт? Термины и определения. Ну, для того, чтобы мы как-то могли говорить на одном языке и, в общем-то, представить какие-либо, например, как описать какие-либо повреждения компакт-диска. Значит, ну, что такое документ на компакт-диске, что такое эксплуатационные свойства документа на компакт-диске, то есть это способность документа к воспроизведению информации. То есть это способность документа к его использованию. Повреждение документа на компакт-диске, изменение эксплуатационных свойств документа, выражающиеся в частичной утрате информации. Повреждение компакт-диска как основы документа – это изменение целостности, поверхности или формы компакт-диска, приводящие к частичной утрате информации. Ну и рассматриваем целый ряд повреждений, такие как царапина, деформация, расслоение, загрязнение, разрушение документа на компакт-диске. Значит, ну, стандарт называется «Консервация документов на компакт-дисках. Общие требования». То есть дали мы ему, в принципе, такое же название, как стандарту 750-2002 «Консервация документов. Общие требования», что касалось документов на бумаге. Значит, консервация документов является комплексом мероприятий по осуществлению их сохранности. Консервации предшествует оценка состояния диска. Вот важный момент. Документы на компакт-дисках хранят в количестве не менее 2 экземпляров. Вот вчера были выступления, значит, говорили, вот какой-то материал у нас на одном диске, какой-то на 2 DVD-дисках. Вот, коллеги, у кого есть документы на одном диске, сделайте копию. На любом носителе. Непонятно сейчас, например, да, есть флеш-диски. Ну, как бы говорили, что да, они более универсальные, они более долговечные, чем компакт-диск. Но вот совсем недавно, ну, буквально где-то недели 2 назад, в журнале «Реставратор» нашла статью одного японского исследователя, Ирачи его фамилия. Он очень много занимался компакт-дисками, и сейчас он рассматривает проблему сохранности документов на флеш-дисках. То есть, по-видимому, тоже с ними не все благополучно. Я не читала еще эту статью, не знаю, некогда было. Обязательно прочитаю. Может быть, в следующий раз когда-нибудь расскажу, в чем же проблема с флеш-дисками. То есть, судя по всему, если это изучается, значит, проблема какая-то есть. Ну, кроме того, наверное, также, да, многие знали, неаккуратно вынули, что-то повредили, все. Значит, в любом случае, хранение в количестве не менее 2 экземпляров. При изменении программного и аппаратного обеспечения выполняют перезапись документов на компакт-дисках. То есть, опять-таки, перенести на какой-то другой носитель. Какой? Ну вот хотя бы для начала, да, на какие-то флеш-диски. Режим хранения компакт-дисков. Тоже вот раздел стандарта. То есть понятно, что раз уже в этом документе присутствуют, опять-таки, многослойные, многокомпонентные, влияние влажности, микроорганизмов, все это оказывает на диск негативное влияние, то есть соблюдение норм температурно-влажностного, санитарно-гигиенического и светового режимов, в общем-то, является довольно-таки важным таким моментом. Значит, температура. Температура от 10 до 20 градусов, относительная влажность воздуха от 20 до 65%. Ну, влажность несколько более широкий такой диапазон.
Температура, в общем-то, довольно-таки близка к тем параметрам, которые существуют и для документов на бумаге, и для документов на других небумажных носителях. Стабильность температурно-влажностных параметров документа на компакт-дисках. То есть резкое изменение температуры и влажности недопустимо. Максимальные суточные колебания плюс-минус 2 градуса и плюс-минус 5% относительной влажности. Контроль температуры и влажности также рекомендуется. Ну и опять-таки рекомендуется их хранить на компакт-дисках, документы на компакт-дисках рекомендуется хранить на расстоянии не менее полуметра от источников тепла и влаги. Санитарно-гигиенический режим. Проверка состава воздуха, ну, хотя бы 1 раз в год или в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Очистка стеллажей и контейнеров с документами от компакт-дисков от загрязнений. Не реже 1 раза в квартал, используя пылесос и влажную ткань. Документы на компакт-дисках и контейнеры, пораженные микроорганизмами, хранят только в изолированном помещении. Контейнеры, пораженные микроорганизмами, заменяют. Компакт-диски в профилактических целях обрабатывают биоцидом. Что касается биоцида, биоцид рекомендуем тот же, что и для бумаги. То есть, если посмотреть стандарт 750, там, по-моему, написано, да, метатин, или сейчас он называется Россима, ну, по крайней мере, тот же документ. Но ни в коем случае нет биоцид на полимерной основе, как бы хорош он ни был. Световой режим. Ну да, как показали исследования, довольно-таки стабильны они по отношению к ультрафиолетовому излучению, но тем не менее, учитывая то, что эти документы хранятся в библиотеке, опять-таки рекомендуем исключить ультрафиолетовое излучение, недопустимо освещать документы на компакт-диске прямыми солнечными лучами, и общий световой фон и долю ультрафиолетового излучения измерять при размещении документов в хранилище, а также при изменении светового режима. То есть, опять-таки, контроль режима хранения. Стабилизация и очистка документов на компакт-дисках. Тоже, опять-таки, некоторая аналогия приходит на ум с документами по хранению бумаги, но здесь реставрации нет, только стабилизация. От реставрации остается только одна очистка. Значит, стабилизацию выполняют по отношению к физико-химическому фактору, помещая документы в жесткие контейнеры из инертного материала. По отношению к биологическому фактору путем обработки их раствором биоцида. Очистку документов выполняют обработкой водой, этиловым или изопропиловым спиртом. Обработку документов на компакт-дисках выполняют только от центра к радиусу. Тоже такая вот особенность документов на компакт-диске, то есть как информация записывается по секторам. И наиболее опасны для компакт-дисков именно вот эти вот царапины, которые идут по окружности. Потому что тогда мы задеваем все сектора записи информации. Если мы будем его очищать от края к центру или там от центра к краю, но в худшем случае, если туда попадет, например, какая-то пыль, там, не знаю, что-то, какие-то абразивные повреждения, то, в общем-то, мы повредим один сектор информации. Не самый худший вариант. Изготовление копий на компакт-дисках. Их выполняют посредством перезаписи информации на носитель того же типа или перевода ее на носитель другого типа. Последующее копирование выполняют только с копией, и при копировании документов на компакт-дисках принимают меры к защите их от повреждения. Контроль состояния документов на компакт-дисках. Тут уже аналогия со стандартами по фотодокументам и фонодокументов. Контроль состояния документов на компакт-дисках включает визуальный осмотр контейнеров, поверхности и проверку сохранности информации. Контроль состояния контейнеров – это визуальный контроль за наличием механических повреждений и загрязнений на их поверхности. Контроль состояния контейнеров осуществляют 1 раз в год. Контроль состояния компакт-дисков предполагает визуальный осмотр на наличие повреждений. Состояние компакт-дисков осуществляет не реже 1 раза в год.
Сохранность информации предполагает тестирование документов на компакт-диске на наличие ошибок чтения. И контроль сохранности информации с целью выявления повреждения документа или разрушения документа на компакт-диске рекомендуется осуществлять не реже 1 раза в год. Значит, проверка сохранности информации. Значит, существует такой вот стандарт, он тут приведен, и регламентируются следующие параметры. То есть ошибки, ну, что характеризует качество компакт-диска? Это максимальное количество внутренних ошибок, которые можно корректировать. Их количество может быть где-то 280. Максимальное количество внешних некорректируемых ошибок где-то в пределах 8-10. И такой еще показатель тоже дают некоторые программы, как индекс качества. Вот 97% отличное качество, 90-97% хорошее, менее 80% низкое качество. Вот, ну, есть целый ряд специальных программ. В общем-то, тестирование делается очень быстро. И мы эти программы использовали в наших исследованиях. Причем программы мы скачали даже из интернета. Хранение документов на компакт-дисках. Хранят вертикально, то есть книжная расстановка в специальных контейнерах из безопасных материалов. Существуют специальные, да, такие вот как накопители, как назвать, в горизонтальном состоянии можно положить компакт-диски. В принципе, не страшно, если они лежат так. Устойчиво ли стоят у вас эти контейнеры, не выпадут ли диски. Поэтому, в общем-то, книжная расстановка рекомендуется, исходя только из этих вот соображений. Контейнеры для хранения документов на компакт-дисках маркируют. Для хранения контейнеров используют специальное оборудование. Ну, это какие-то полки, и часто вот можно видеть. То есть они сравнительно небольшие, куда входят диски, и довольно-таки легко их достать. Маркировку на компакт-дисках выполняют на нерабочей стороне, используя специальные маркеры или этикетки. При хранении и использовании принимают меры к предотвращению ударов контейнеров, перемещения и вибрации компакт-диска внутри контейнеров. Ну и также принимаются специальные меры к предотвращению проникновения влаги, вредных газов, пыли, солнечных лучей и образованию конденсата внутри контейнеров. Вот несколько слов об упаковках на компакт-дисках. Значит, в настоящее время, в общем-то, можно купить очень большое количество упаковок. Мы общались с производителями компакт-дисков, что они предлагают, говорят, что самый надежный способ – это вот, да, вот такая коробочка с тубусом. Удобнее всего хранить, самый надежный способ. Реально ли для библиотеки? Наверное, нет, нереально. Вряд ли кто имеет там такое количество документов, которые целиком бы заняли этот контейнер. Что может быть еще? Опять-таки, к сожалению, поставлены мы такие условия. Госзакупок, можем что-то покупать, написать упаковка для компакт-дисков. Ну, какая-нибудь фирма нам предложит вот такие бумажные конвертики, да, с целлофановым окошком, очень дешевые, хорошие, все, они выиграли, да, мы вынуждены были их купить. Вот опять-таки наш печальный опыт. Вот когда мы проводили наши исследования, ну, мы тоже решили, что лучше всего, наверное, положить их туда, там, после всех наших экзекуций над этими дисками. Положили диски туда. Раз, второй, третий. Потом смотрим, поверхность диска вся в таких вот хаотических мелких царапинах. То есть этот целлофан, он не закреплен плотно, он закреплен вот только по этой окружности. И вот эти болтающиеся концы, они наносят компакт-диску повреждения. У нас не было таких случаев, что диск становился нечитаемым. Но нужны такие или не нужны нам повреждения? Я думаю, что нет. Да, вот такие вот конверты, да, ну, вроде бы хороший, мягкий материал, но как-то диски с них выпадают. Вот то, что мы видим, например, в левом нижнем углу. Ну, и наиболее, конечно, оптимальными это, да, вот такие коробочки, где диск очень хорошо и плотно крепится. И все-таки возможность его механического повреждения минимальна. Ну, в общем-то, так и большинство дисков все-таки хранится в библиотеке. Маркировка контейнеров. То есть, да, что мы можем осуществлять? Маркировку контейнеров, чтобы знать, что там хранится. Ну, вот тоже случай из нашей жизни, из жизни нашего федерального центра. Года, наверное, 2 назад наши реставраторы готовили материалы для аттестации, для комиссии реставраторов. И, в общем-то, документы надо предоставлять и в бумажной форме, и, значит, в электронной форме на компакт-дисках.
все записали, все было хорошо, красиво, все. Но решили сделать еще лучше и подписать вот этот документ на компакт-диске, который хранился в бумажном конверте. Конверт был подписан ручкой. И вот посмотрите внимательно. Видно надпись. То есть подписывали обычной ручкой шариковой и повредили не только вот этот вот слой, где тоже что-то можно было записать, но и рабочую сторону компакт-диска. Диск не читался. Хорошо вовремя заметили. Переписали. Значит, чем можно проводить маркировку даже документа? Именно специальными маркерами. В общем-то, сейчас их представлено на рынке довольно-таки большое количество. Они сравнительно недорогие. И ими можно маркировать нерабочую поверхность диска. Использовать какие-либо другие маркеры, в общем-то, не советуем, потому что, опять-таки, были случаи, маркеры на основе каких-либо растворителей разрушали вот верхний слой, где можно провести маркировку, и проходило также потом разрушение и рабочего слоя компакт-диска. Вот еще вариант, тоже очень неплохой, казалось бы, да, самоклеющиеся этикетки. Тоже имеются в продаже, то есть вы можете все распечатать очень хорошо, всю информацию о том документе и наклеить это на нерабочую сторону компакт-диска. Опять из собственного опыта. Можно наклеить аккуратно, можно наклеить не очень аккуратно, и можно наклеить неаккуратно с маленьким дефектом, которого можно даже не заметить. Нарушается центр тяжести диска, и документ прочитать невозможно. Опять-таки можно сказать, да, в наиболее хорошем, наиболее оптимальном варианте, это диски со специальным таким слоем, на котором можно все напечатать. Но, к сожалению, это требует специального принтера, который, в общем-то, тоже есть не везде. Но вариант хороший. Спасибо. Вот нам в каких-то случаях помогает наш центр репрографии. Небольшое количество дисков у нас есть. В общем-то, можно использовать этикетки, но наклеивать надо очень аккуратно. Стандарт был принят в 2006 году. И мы познакомились с ним, многие региональные библиотеки. Значит, кто-то использовал в своей работе, потом стали задаваться вопросы. А как вообще хранить диски в условиях пониженной температуры? Я думаю, что многие даже в чисто бытовых условиях сталкивались с такой проблемой зимой. Например, утром в машине решили послушать музыку, все, диск не работает. Что делать? В общем, тоже сделали мы большое исследование. Мы выдерживали диски при двух температурах, минус 18 и минус 30 градусов, после чего мы проверяли сохранность информации на компакт-диске. В общем-то, мы не заметили каких-либо негативных влияний пониженной температуры на диски, но в том случае, если проводилась акклиматизация в закрытых помещениях с температурой 18-20 градусов в течение суток. Диски были в специальных контейнерах, в этих пластиковых коробочках. Есть стандарты, которые рекомендуют проводить акклиматизацию в течение 2 суток. В общем-то, на наш взгляд, и суток было вполне достаточно. И эта наша работа позволила нам разработать методические рекомендации по использованию и хранению документов на компакт-дисках в условиях пониженных температур. Не буду их читать. Они, в общем-то, опять-таки изложены вот в этом сборнике, о котором я уже говорила. Опять-таки говорю, его можно приобрести в издательстве Российской национальной библиотеки. Да, к сожалению, условия сейчас таковы, что издаются такие методические материалы, в общем-то, очень нужные и полезные в количестве авторов. Плюс еще можно прибавить тех, кто писал на них отзыв. Так что здесь есть. Обращайтесь в наше издательство, я думаю, что их можно приобрести.
Ну, в общем-то, хочу сказать, что, да, с одной стороны, кажется, что носитель информации ненадежный, недолговечный, подвержен и влиянию температуры, влажности, микроорганизмов. Но все-таки научная мысль в мире не стоит на месте. И несколько лет назад на нас вышла одна фирма, которая нам предложила испытать DVD-диски с металлокерамическим слоем. Ну, что такое металлокерамика, думаю, все хорошо представляют. Керамика, в общем-то, тоже долговечность ее не вызывает ни у кого сомнения. Достаточно вспомнить шумерские таблички с информацией, которым, в общем, сколько уже несколько тысяч лет информация хранится. Ну, мы тестировали эти диски по нашим всем программам, со всеми нашими испытаниями в условиях повышенной температуры и влажности, в условиях пониженной температуры. Биологи заражали их микроорганизмами. И, ну вот, да, как мы видим, из чего он состоит, в общем-то, меньше слоев, что, в общем-то, тоже хорошо для компакт-диска. Вот, то есть вид такой, да, сэндвича, поликарбонат и в серединке записывающий слой, металлокерамический. Что показали результаты? Что эксплуатационные свойства документа на компакт-диске с металлокерамическим слоем, то есть его способностью к воспроизведению информации, сохраняются в полной мере после воздействия различных факторов окружающей среды, то есть повышенной температуры, относительной влажности, светового излучения. Ну, то есть, может быть, еще все-таки компакт-диски свое последнее слово не сказали. Тем более, что, в общем-то, есть достаточное количество информации теперь, которую невозможно хранить, наверное, не на микрофильме, который надо каким-то образом переносить. Все-таки компакт-диски, в общем-то, для этого предназначены. И вот опять-таки покажу эту картинку. И вот компакт-диски с металлокерамическим записывающим слоем. Контрольный диск слева, и после тепловлажного старения и культивирования на его поверхности микромицетов. Да, на первый взгляд они не отличаются, но все-таки небольшое отличие есть. Вот с левой стороны, в правом нижнем углу, тут вот на диске можно заметить небольшое пятно. То есть небольшое повреждение есть, но абсолютно не такое, как на этом диске. Ну, работа выполнена целым рядом наших сотрудников, наших коллег. В общем, многие предоставили материалы для этой презентации, в общем-то, за что я им очень благодарна. Так, можно? Так, есть вопросы какие-то по компакт-дискам? Да. Да, есть. Наталья Ивановна, ну вот получается, вот я вас послушала, у меня в отделе сплошное безобразие. Значит, вот компьютерный стол, ну вот вы говорите, хранят в темноте. Вот у меня, значит, мне купили компьютерный стол, меня не спросили. Сбоку такой вот контейнер, и у меня там очень удобно в работе с любым читателем, очень быстро. Какая темнота? Я прям приеду, я возьму вот эту полочку и в темный шкаф закрою. Это первое. Но если есть возможность, то хорошо. Нет, ну это так же, да, ну то есть вот это будет правильно. И то есть и получается, если те диски, которые у нас для читателей, они в читальном зале, и на них там солнышко светит, это тоже все неправильно. Они должны это все закрыть в шкаф. Вы не очень внимательно слышали, Нина Семеновна. Ну, вот как раз диски, они как раз устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения. Вот именно даже долгое облучение под жестким ультрафиолетом, не под тем ультрафиолетом, который имитирует даже тот свет, который проходит через стекло, а именно под жестким, показали, что, в общем-то, информация сохраняется на них. И очень такой вкусный вопрос. Если я не могу достать биоцид, я могу этиловый спиртом их сандением устраивать? Да? Можно, но только от центра к краю или от края к центру. Ни в коем случае не по окружности. Даже так? Да, только от края к центру. Боже, какие тонкости. Спасибо большое. Что делать такой вот материал?
А у меня был Ну, вот какой салфетки тоже есть случай. такие, да. Значит, Ну, диски, есть такие, да. То, что вот специально продают, да. диски DVD несколько лет пролежали в шкафу, ну, может быть, лет 7. Значит, соответственно, никто до них вообще не дотрагивался, никаких физических повреждений нет. Но, скажем, 2 диска из 20 перестали читаться. Ну, во-первых, это не такой плохой все-таки процент, 2 диска из 10. Нет, я просто хочу сказать, что там была очень важная информация. Значит, я скачал из интернета какую-то программку и Попытались восстановить попытался информацию. восстановить. Она шуршала там часа 2 и все-таки восстановила. Может быть, вы подскажете, там есть какие-нибудь сейчас вот разработки на эту тему? Ну, вы знаете, вот что делали мы? Мы использовали программу Total Commander и восстанавливали информацию на ней. Больше вот по восстановлению информации сказать ничего не могу. Тоже, в общем-то, программа, скачанная из интернета. У нас были хорошие результаты по восстановлению информации и по исправлению ошибок чтения. Вот, может быть, чтобы избавиться от этой проблемы, может быть, лучше избавиться вообще от компакт-дисков и перевести эту информацию в более надежные облачные хранилища, например? Не знаю. Не знаю. Вы теряли информацию в облаке? Я теряла. Она же сохраняется тоже какое-то время. Так же, как информация на сервере, сколько может храниться, неизвестно. Но, знаете, вот был такой очень роман, не помню, автор очень хороший, да, там вот говорилось о том, в общем-то, знаете, как-то к фантастам очень надо прислушаться. Да, когда там Жюль Верн писал о том, как летали на Луну, как опускались на дно морское, ну, французы, какие, что взять от французов, да, как к нему относились. Ну, что отказалось, прошло сколько-то лет, и полетели, и опустились, и все прекрасно. И вот был какой-то роман, вот говорил уже сегодня Земфира Владимировна, я не помню автора. Там тоже говорилось о том, что вся информация перешла в цифровую форму. И вдруг, значит, возник какой-то коллапс. Я не помню там деталей. И что после этого пошло, что, в общем, ну, знания какие-то остались у каких-то людей где-то в голове. Кто-то смог передать, кто-то не смог передать. Значительная часть знаний была утрачена. Ну и человечество там попросту скатилось уже в какой-то первобытный общинный строй. То есть, и знаете, вот был один коллега, мы работали, такая вот есть фирма в Петербурге, ТКА. Ну, может, многие знают, вот они разработали такой прибор хороший для контроля температуры, влажности, освещения. И вот сказал нам там один сотрудник этой фирмы, информацию надо хранить. Ну, там в компьютере, на носителе, на бумажном носителе и в голове. То есть что-то универсального этого нет. Но вот, на мой взгляд, универсальные бумаги еще ничего не придумали. Кстати, японцы стали делать и диски из бумаги. Была такая информация. Ну, японцы – это японцы. Да. Вот мне вспоминается, что мы, не знаю, на каких-то семинарах это ведь тоже обсуждалось и не раз, на конгрессах там, и так далее, заседаниях. Но ведь вот то, что мы копируем, это называется, если я правильно понимаю, страховая копия? Нет, здесь мы не говорим о страховой копии. Здесь мы не говорим о страховой копии. А какая копия? Тут, конечно, очень много проблем. Да. Ага, тут очень много проблем, конечно, остается. Тут очень и проблема авторского права в том числе. В том числе. Но, вы понимаете, мы тут стоим как бы перед дилеммой. Или есть возможность потерять, или есть возможность сохранить. Так что вот... Это, вы знаете, так же, как сейчас, в общем-то, очень ведутся такие споры в реставрации документов на бумаге. Есть специалисты, которые говорят, вмешательство должно быть минимально. Да, возможно, оно хорошо для каких-то способов. А есть вот, ну, знаете, вот... Ну, если будет время, может, покажу такие примеры, какие есть разрушенные документы. 30 лет назад реставрировали. Ну, иногда получается, что на свой страх риска делаешь копии, потому что иначе, предупреждали, да. что не всегда мы это имеем право. Особенно это касается лицензионных дисков. Вот статью 1275 и рядом с ней надо знать наизусть. Приедете и на ночь, ладно? Библиотеки имеют право копировать для обеспечения сохранности и восполнения пробелов, да, единичные издания, да? Вот это тот случай, когда для обеспечения сохранности, когда вы копируете и держите у себя эту копию, да? Вы же ее не делаете для продажи, для тиражирования. Вы делаете это для
с информацией. Наталья Ивановна, вот я сейчас подумала, что ну вот может так случиться, что вот тот продукт, который сделан в отделе, он посвящен краю, и вдруг вот он у нас, ну вот что-то с ним, там какие-то микроорганизмы напали, и ему наступил печальный конец. Но если мы его зарегистрировали в информрегистре, мы туда отправляем 5 экземпляров, и как они нам пишут, ну там по правилам, один у них там для копии страховой, один там в зале в читальном, то есть мы можем надеяться, что не так уж это все печально, и мы можем, я так полагаю, у них просить копию, да? Как вы думаете? Если возможно, то да, Не, если ну, они дадут. Но просто нам не приходилось с таким сталкиваться. С то есть мы запросом просто копии можем, вот всего. мы, если мы действительно, у нас несколько дисков там зарегистрировано, и 5 мы туда отправляли. То есть это вот один из вариантов, когда если вот очень все печально, и если он там есть, то можно с ними поработать. Если он там есть. Опять-таки еще есть проблема, да, 2 экземпляра. А если место для хранения еще этого 2-го экземпляра? Вот. Ведь все библиотеки в очень таких находятся условиях. Вот проблем много. Проблем Знаете, много. граждане, И, наверное, какого-то универсального ответа нет. для Есть этого. хорошая привычка, как Ослик и я говорил, да, мыть за ушами. Да? Так вот, я хочу вам сказать, есть прекрасная привычка отправлять обязательный экземпляр в Российскую национальную библиотеку, да? А сейчас я вам скажу под барабанный бой. У нас сейчас библиотека Конгресса выпрашивает буквально диски, и вот выпрашивает, мы нашли у себя, у нас с конкурса 2011 года, помните, край в формате DVD, у нас осталась коробка с дисками, с нашими, да, они у нас так и стояли. И когда мы им принесли в отдел комплектования, я еще Кате говорила, ну, Екатерина Игоревна, ну кому это вот сейчас надо, это уже 2011 год, да, там не все были хорошие материалы, да, там были и не очень удачные издания. Они как схватились, наш отдел комплектования, а потом нам сообщили, что библиотека Конгресса отдельно благодарила вот за это. Так вот, чтобы не складывайте яйца в одну корзину, да, имейте некоторые привычки приличные, да. Так вот, если вы пошлете, если у вас будет 2 места хранения, а если заодно еще библиотека Конгресса, тоже нехилое место, да, то больше вероятности, что в случае чего вы запросите в библиотеку Конгресса, она вам что-нибудь пришлет. Ну и наша библиотека. Вот. Не забывайте просто про это. Еще вопросы сейчас, потому что, конечно, они еще возникнут. Есть или мы можем дальше двигаться? Давайте дальше. Давайте следующую презентацию. То есть я наговорила много страшного о стандартах, об условиях хранения, о температурах, об относительной влажности, о свете. Вот. Но так ли все страшно на самом деле? Ну вот опять-таки перечень стандартов, все-таки их надо знать, к ним надо иногда обращаться. Вот даже, например, стандарт 765-92. Ну, может быть, сейчас это не очень актуально, потому что такое, в общем-то, направление, как микрофильмирование, но не хочется говорить, приказала долго жить, но, в общем-то, стало уже не таким активным. И просто тоже как-то нам в свое время библиотека задала вопрос. Вот мы заказали в одной организации микрофильмы, мы их получили, они хорошие, они нас вполне устраивают, но вот они завернуты просто вот в какую-то бумажку. Но это плохо. Там мы уже что-то потеряли, что-то у нас там порвалось. Ну, что нам делать? Ну, что можно было сказать? Ну, заказывайте у нас коробочки, а если вы будете заказывать где-то следующие микрофильмы, то сошлитесь на этот стандарт, что упаковка в соответствии со стандартом. Это ваше право. Пусть даже этот проект будет, ну, немножко дороже, но, тем не менее, вы уже получите какие-то документы, готовые к использованию. Ну, это так, небольшое отступление. Просто хочу вот сделать несколько таких сводных таблиц, потому что, в общем-то, наверное, даже отдел краеведения это, в общем-то, свойственно в большей мере хранить не только документы на бумаге, хранить совершенно разные документы, и микрофильмы, и компакт-диски, возможно, даже какие-то пластинки, что-то еще. Естественно, нет помещений для хранения каждого вида документов отдельно. Невозможно там, например, те же микрофильмы поместить в какие-то условия с пониженной температурой. Вот сделала такую табличку, может быть, она немножко такая мелкая, но вот постаралась там соединить все данные по всем видам документов на небумажных носителей. Кинофотодокументы, фонодокументы, документы на компакт-дисках. Значит, опять посмотрим, если режим хранения. Что важно является? Небольшие колебания температуры. Вот посмотрите, они где-то примерно одни и те же.
То есть что важны? Важны стабильные условия хранения для всех документов. Что касается и температуры, это, что касается влажности, ну, что касается освещенности, то параметры освещенности, они, в общем-то, одинаковые для фона фотодокументов и для документов на бумаге. И уж опять-таки, учитывая тот факт, что компакт-диски часто хранятся с документами на бумаге, в общем-то, мы и включили в стандарт вот эту фразу, что не допускается проникновение помещения, где хранятся документы, прямых солнечных лучей. Санитарно-гигиеническое состояние документов. Опять-таки требования одинаковые. Периодическая уборка, не должны проникать вредные газы, воздух поступающий, в общем, периодически должен контролироваться. Ну, тоже иногда, да, кажется довольно-таки сложно. Но что достаточно иногда бывает, все мы, люди, далеко не везде стоят кондиционеры, создаются какие-то комфортные условия, не только для документов, но даже для людей, которые там работают. Все равно открываем окна, открываем форточки. Сетку, марлю повесить на окно. Она будет задерживать ту пыль, которая будет поступать из воздуха. Вот уже будет какое-то улучшение санитарно-гигиенического режима. Ну, вот такая простая рекомендация, в общем-то, для всех документов. Стабильные условия хранения, чистота в хранилище. Вот даже если сравним с общими требованиями документов на бумаге, в общем-то, посмотрим то же самое. Значит, ответ на вопрос. Можем мы это хранить вместе? Можем, соблюдая определенные режимы хранения, пусть даже не нормативные, потому что зачастую даже нормативных условий хранения, я уже там не говорю об оптимальных, в общем-то достичь очень тяжело. Упаковка документов. Во всех случаях она несет, даже если мы будем говорить потом и о документах на бумаге, фазовое хранение, она несет одни и те же защитные функции. Вот еще говорила, когда о фотодокументах, то есть требования к материалам перечислены. Вот все-таки очень многие библиотеки проходили у нас стажировку по вопросам обеспечения сохранности фондов. В общем-то, каждая библиотека выбирала какой-то свой путь. Очень многие библиотеки, где-то, наверное, сознательно отказались от реставрации, но, в общем-то, режимом хранения и стабилизацией документов занимаются очень многие, то есть изготовлением контейнеров из бескислотного картона. Очень много публикаций было по этому поводу в свое время, в общем-то, даже, наверное, продолжаются, в материалах конференции библиотеки Академии наук. В общем-то, откуда у нас так и стала развиваться фазовая консервация после этого печально знаменитого пожара 1988 года. Не всегда они доступны. Есть материалы, изданные в Академии наук. В общем, многие библиотеки не имели возможности с ними познакомиться. Там очень четко и очень во многих работах изложены требования к тому картону, из которого надо делать, из которых можно делать контейнеры. Ну вот если мы почитаем вот эти требования, которые изложены в стандарте для хранения фото и фонодокументов, в общем-то, они все совершенно справедливы для того картона, который может быть использован для фазового хранения в библиотеке. Если нет каких-либо, обратитесь к нему. Маркировка, опять-таки, только на контейнерах. В общем-то, как мы видим, очень много общего, и опять-таки требования к упаковке, в общем-то, они очень и очень похожи. Контроль состояния документов. Тоже очень похож. Вот есть еще один стандарт. Сейчас стандарт, я вернусь немножко назад. Значит, стандарт репрография и микрография, правила хранения микроформ. На нем я так не останавливалась, но вот все-таки сейчас я скажу то, что требование стандарта, то, что выделено красным цветом. Устранение всех выявленных дефектов должно осуществляться в кратчайшие сроки, не превышающих месяца со времени проверки. В общем-то, наверное, справедливое такое замечание. Тоже надо иметь в виду.
Ну, вот все. И, значит, если такой ответ на вопрос, как мы можем хранить вот эти документы в одном помещении или нет? Ну, что можно сказать? Хором можем. Можем. Что для этого мы должны соблюдать? Стабильные условия хранения. Ну, к сожалению, надо сказать, что проблема таких вот стабильных условий хранения, она, в общем-то, не нова. Есть такая очень хорошая книга Владимира Францевича Ливингстона-Лессинга «История картинной галереи», где он описывает историю становления и развития картинной галереи Эрмитажа. И, в общем-то, вопросом обеспечения сохранности фондов картинной галереи Эрмитажа внимание стало уделяться, в общем-то, начиная с самых первых моментов поступления первых экспонатов. Потому что было замечено? Петербургский климат. То у нас жарко, то у нас холодно. Вот 2 недели назад у нас было 26 градусов, сейчас у нас 6 градусов. Пошли дожди. Значит, к чему это приводило? Приводило к тому, что деревянная основа живописи, в общем, очень повреждалась из-за условий окружающей среды и вызывала, в свою очередь, повреждение красочного слоя. И он приводит даже такие вот сведения, что он разбивает историю картинной галереи Эрмитажа на 3 этапа, и он пишет, что в архивах Эрмитажа он нашел документы, то есть вот директоров картинной галереи министром императорского двора, которому Эрмитаж подчинялся, о том, что картинная галерея просила выделить дополнительные средства на то, чтобы начать протапливание картинной галереи раньше и заканчивать его позднее. Так что, как видите, проблема существовала веками, но на примере Эрмитажа все стоит у нас. Так что, надеемся, мы тоже будем, в общем-то, существовать долго. И я хотела бы еще сказать несколько слов, потом еще немножко. В общем, можно последнюю презентацию. Но это буквально так, это, в общем-то, будет как ремарка. Это на название не смотрите. В общем, немного тоже не бумажный носитель информации, RFID-метки. Да, они тоже появляются в библиотеках. Тоже они вызывают очень много вопросов. Значит, всякие могут быть. С нашей точки зрения, что может представлять опасность для документа, на что мы обращали внимание? Да, схема такая, опять-таки, компакт-метки, основа, антенна, микросхема, клеящий слой, который крепится к бумаге, силиконовая бумага, которая защищает клеящий слой. Значит, в свое время, когда мы ознакомились с RFID-меткой, значит, встал такой вопрос. Клеящий слой и бумага основа. Таких, в общем-то, 2, скажем, фактора, которые могут, мы не утверждали, что они наносят какой-то вред документу, но которые могут нанести вред документа. Потому что, что касается клеящего слова, например, я думаю, что многие библиотеки сталкивались, видели документы, когда этот кармашек наклеивался, например, силикатным клеем. Что получали, мало того, что не удалить, плюс еще ко всему пятна. Теоретически возможно повреждение? Возможно. Основа. Основа, метки есть. Сталкивались тоже, наверное, в библиотеке, какая-то закладка. Потом вы открываете книгу через какое-то время, это может быть или желтое пятно, или белое пятно. Влияние. Но посмотрели, что является основой метки. Значит, на большей части, на одной метке это был полимер, в общем-то, стабильный. Старили мы его, он не изменил свой цвет, не изменил значение pH. И другая метка, это была бумага из текстильных волокон с небольшим добавлением древесной целлюлозы, которая, в общем-то, тоже в процессе старения вела себя очень хорошо. Исследовали мы где-то порядка 5 видов меток. Это и из библиотек мы их брали, наши библиотеки, и фирма одна обращалась. В общем-то, никакого отрицательного влияния метки на сохранность документа мы не обнаружили. Но, опять-таки, одна фирма задала нам такой вопрос. Мы всегда пишем, что срок службы метки соизмерим со сроком службы книги. Можете ли вы нам сказать, это действительно так или это не так?
Но, в общем-то, что касается радиотехнических изделий, там есть свои испытания, поэтому как-то у нас нет ни аппаратуры для его проведения, ни как бы оценки их состояния. Ну, поэтому мы им предложили просто провести такое вот совместное старение книги и RFID-метки. Ну, что мы получили? Что, в общем-то, в процессе искусственного старения меток в условиях повышенной температуры и относительной влажности, это вот 80 градусов Цельсия и 65% относительная влажность, что можно, опять-таки, как мы говорим, служить имитацией аварийных ситуаций в библиотеке, метки полностью сохраняли свою работоспособность. Но все-таки, что заставляло задуматься. Значит, что касается клея. Ну, клей были на основе акрилатов, используются в реставрации. В общем-то, они не могут как бы оказывать такого негативного влияния на бумагу. Но в случае, опять-таки, аварийных ситуаций, если на вот этот момент, на склеивание, вот на это место, где метка приклеивается к бумаге документа, попадает вода, метка отклеивалась. Ну вот такое было. Только при непосредственном воздействии влаги в условиях повышенной температуры. То есть, можно сказать, что при авариях где-то метку можем мы потерять, хотя она сохранит свою работоспособность. Так что вот тоже информация, которая там хранится, да, библиографическая, какая-то охранная информация, в общем-то, она сохраняется. Но лучше аварийных ситуаций в библиотеке не допускать. Если кому-то интересно, RFID-метки всегда вызывают очень много вопросов. В общем-то, специально как-то не готовила. В общем-то, есть ссылка на 2 наших статьи, обе они доступны в интернете. Одна – это на сайте Росфото, если я не ошибаюсь, последний из размещенных на сайте Росфото, 7-й номер сборника «Фотографии изображения документ». Там есть наша статья о сохранности документов при использовании, именно документа при использовании RFID-метки. И в нашем сборнике 25-м «Теория и практика сохранения памятников культуры». Сборник доступен у нас в электронной библиотеке. Сразу могу сказать, можно не сразу туда войти, но при определенных попытках можно. Это как раз вот RFID-метки сохранность документа, где как раз мы рассматривали вопрос о работоспособности RFID-меток. Так что вот, если интересно, можно там обратиться, почитать, решить для себя вопрос, надо или не надо использовать, например, RFID-метки в практике работы библиотек. Хотя, в общем-то, наверное, надо. Так что спасибо за внимание. Вот наша контактная информация здесь приведена. Звоните, пишите, если будут какие-то вопросы, мы с удовольствием ответим. Вопросы еще будут. Вот. У вас есть вопросы? И вопрос есть у меня к аудитории. Вот вчера мы много говорили о том, и сегодня тоже, чтобы сохранить информацию, надо ее оцифровать. Так? И вот у меня просто вот вопрос к аудитории. На каких сканерах вы оцифровываете документы? Кто может ответить? На каких сканерах? Я марку сканера не скажу. У нас сейчас купили 2-й планетарный сканер. Это хорошо. Почему я задала такой вопрос? Потому что, в общем-то, еще несколько лет назад проводила семинар на Дальнем Востоке. Там была одна библиотека. Это не вы. Это не вы. Нет, Нина Семеновна уже смотрит такими глазами испуганными. Это не вы были. И, понимаете, как там было сказано, мы впереди планеты всей, мы цифруем все, на чем можно. То есть, короче говоря, они использовали любой сканер, который может сканировать. Задавали им вопрос. Но вы понимаете, что существует оборудование для репрографии и существует офисное оборудование. Вот, к сожалению, они разницы в этом не видели. И вот коллеги много говорили о цифровке. Да, оцифровка – это хорошо. Оцифровка – это хорошо. Копирование – это один из способов обеспечения сохранности документов. Но, тем не менее, когда вы решаете, что вам надо что-то оцифровать, то есть, всегда помните о том, что есть оборудование именно для репрографии, а есть офисное. И использование офисного оборудования, в общем-то,
недопустимо. На этот счет существует очень много рекомендаций. Я понимаю, что многие библиотеки, как, наверное, встретят это в штыки, потому что, как вы у нас отнимаете, в общем, кусок хлеба, можно сказать так. Ну, что делать? Библиотека без документов – это тоже не библиотека будет. А риск их потерять, потому что говорили мы о режимах хранения разных сегодня документов. И можно сказать, что вот неправильно организованный процесс копирования, но использование не того оборудования, которое надо, это, в общем-то, сродни аварийной ситуации, но только под действием света, а не температуры и влажности. Есть ли вопросы, коллеги? Давайте думайте, редкая возможность. И что, опять-таки, о хороших сканерах, в том числе о планетарных, даже оборудованных хорошими лампами, в том числе светодиодными. Не надо забывать, что всякая лампа имеет свой срок службы. И проводить мониторинг вот этого светового фона, даже доли ультрафиолета, то есть, периодически надо, потому что, как-то, в общем, показывает наш опыт и общение с нашим центром репрографии, когда у ламп подходит к концу срок, не срок службы, они дают нормальное изображение, все хорошо, но все-таки есть какой-то определенный вот такой срок, когда они вот дают излучение вот это вот безопасное в видимой области света для документа. И появляется ультрафиолет. Так что... Наталья Ивановна, у нас у краеведов-библиографов просто трепет при слове «пробел». Вот мы уже сегодня очень много слышали про пробелы, лишние, не лишние. Я обратила внимание, что в вашей почте, вашей электронной почте после слова conservation пробел, потом собачка. Это правильно? Нет. Значит, вот вы там, пожалуйста, сделайте, пожалуйста, правильно. Вы попали в лапы библиографов, да. Наталья Ивановна. Коллеги, думайте, а я пока... Вот у меня несколько вопросов. Смотрите. Все будет поправлено. Смотрите, когда нам в позапрошлом году, а кто не знает, у нас в позапрошлом году был замечательный мастер-класс, помните, Екатерины Михайловны Лоцмановой в Омске. И, кстати, кто не видел, кто не был там, полная запись в Ютьюбе есть, надо смотреть, там очень много было. И там Екатерина Михайловна говорила, в частности, о влиянии мебели, например, вот на бумагу, Вот не все равно, вот из чего у вас сделана та витрина, в которой лежат документы. Наталья Ивановна, на вот эти материалы мебель влияет или нет? Или это еще не изучалось? Вот материал, из которого мебель. Мебель влияет, потому что здесь происходит выделение очень многих вредных газов. И мебель влияет. Влияет так же, как на бумагу, да? Или какие-то другие где-то, параметры? может быть, в меньшей степени, где-то в большей, но тем не менее она влияет. Как выбирать? Вот Екатерина Михайловна нам говорила, что лучше всего старое деревянное. Опять-таки, какое дерево? Казалось бы, дуб, все хорошее, но тем не менее, вот он плохо. Вот, кстати, мы будем говорить. Значит, я привезла несколько вот таких вот книжечек «Стабилизации документов». Это книга Светланы Александровны Добрутиной, которая долгие годы возглавляла наш центр. И вот здесь есть такой раздел. Я сейчас найду. В начале. Материалы в хранилище, материалы в экспозиции, материалы в консервации документов. Так что вот эта книга доступна на сайте МЦБС, Межрегионального центра библиотечного сотрудничества. Невозможно привести много. Найдите ее, почитайте. Она очень для многих полезна. И для тех, кто закупает мебель, для тех, кто организует выставки. Даже для... Не обязательно Покажите для тех, кто ее, занимается. пожалуйста, еще раз. Называется она «Стабилизация документов». Стабилизация бумаги и документов. Стабилизация бумаги и документов. Но, тем не менее, она охватывает очень много вопросов. Особенно вот последний раздел «Как уменьшить необходимость стабилизации документов». Еще так вопрос. Что обращайтесь. И несколько штук я хочу подарить нашим Галина Павловна, где? Возьмите кто-нибудь, получите из Национальной библиотеки Чувашии. Обращайтесь в Национальную библиотеку Чувашии, если кто любит читать. Еще вопрос тоже про экспонирование. Скажите, пожалуйста, имеет ли значение то, в каком положении стоят, лежат, висят друг на друге отдельно
скажем, вот, Да, вот такого рода это материалы? имеет очень большое значение. Значит, свет не должен попадать вот так вот непосредственно на документ. То есть он должен идти по касательной к документу. И на этот счет имеются очень хорошие разработки специалистов ГосНИИР. Вот зайдите в электронную библиотеку ГосНИИР, может, там что-то найдете. В принципе, там много очень полезного есть. У них есть такие вот методические рекомендации, что у них очень интересно, значит, как осуществлять, если, например, выставка осуществляется в нескольких помещениях, как последовательность освещения этих помещений, как ставить стеллажи. Ну, понятно, что свет не должен прямо, то есть ничего не должно стоять напротив окна. Опять-таки надо ставить так, чтобы свет шел по касательной, даже естественный свет. Так что... Понятно. Обратитесь Еще вопрос. туда. Ольга Николаевна Горелая рассказывала в своем докладе, вот был доклад замечательный, про то, как книга живет в составе, в сущности, музейной выставки, окруженная предметами. Скажите, пожалуйста, вот материалам, о которых сегодня была речь, опасно, вредно или все равно, с какими предметами лежать? Вот ступка с пестиком, да, вот лежащая рядом с фотографией. Ну, знаете, если ступка с пестиком в хорошем состоянии, чистая, если там не содержится каких-либо остатков того, что там было, ну, в общем-то, почему бы и нет? Вот. Надежда Михайловна, я же сказала, если экспонаты ваши находятся в хорошем состоянии, если ваша ступка с пестиком, она медная, если она уже, простите, цветет и покрыта патиной дикой, конечно, ее нельзя поставить рядом ни с фотографиями, ни с документами, ни с книгами, ни с чем. Если она отреставрирована, законсервирована, ставьте ради Бога. Еще неизвестно, кто для кого опаснее на самом деле. С другой стороны, стоит ли удалять патину? Патина ведь тоже несет защитную функцию. Это разная патина. Дикая патина – это то, что разрушает сам предмет. Но медь вообще очень агрессивная. Да, есть патина благородная, есть дикая. Дикая патина нет, а благородная патина, конечно, никто удалять не будет. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вот далеко не все могут замечательный бескислотный картон приобрести, да? Опять-таки сошлюсь на Екатерину Михайловну, она говорила, она рассказала, как выбирать. Вот если нет бескислотного картона и возможности купить нет, она говорила о том, как выбирать картон из того, который есть, ну вот существует. Можно ли, или вот здесь это условие железное, вот ровно бескислотные материалы и никакие другие? Ну, как ровно бескислотные, это тоже то, что мы имеем, в общем-то, на данный момент. Значит, ну, просто к бескислотному существуют определенные требования, проводятся определенные испытания. Там должно быть и определенное содержание наполнителя, и, в общем-то, целый ряд проверок он проходит. Ну, как нет? Ну, совет тогда, ну, обращайтесь туда, где могут сделать вам такие контейнеры. Обычно это вопрос денег, насколько я понимаю, да? Да. Это дорого просто. Ну, приобретение картона тоже это вопрос денег. Понятно. Так что делать? Еще вопрос, боюсь, что дурацкий, но тем не менее, я как пользователь. Смотрите, мы вставляем диск, если у нас еще компьютеры едят это дело, мы вставляем диск, в компьютер, который иногда нагревается, да, вот в ходе работы. Бывает, бывает. Это для диска опасно. Вот он входит находится внутри, в дисководе, да, мы вставляем в дисковод, а компьютер, ну он же бывает, да, что нагревается. Да. Нагрев вот этот ему опасен, правильно ли будет сказать, что надо вставить его, сбросить информацию куда-то на диск, вынуть и положить? Ну, опасно ли? Естественно, лучше не хранить диск в дисководе. Не держать лучше там, да? не держать диск в дисководе, да. В общем-то, как показывает наша практика, лучше не держать. И последний из моих вопросов, я думаю, что еще у вас есть. Можно ли держать, скажем, фотоматериалы, вообще что-то листовое такое, можно ли держать в полиэтилене? Если можно, то при каких условиях? Запаивать, закрывать намертво, наоборот, проветривать. Вот, вот пластиковые вот эти вот всякие полиэтиленовые упаковочки. Значит, что касательно упаковок, ну, файлы, да, например, вот да, вы имеете. файлики, Файлы, да. они опять-таки могут быть довольно-таки разными. Они могут быть из полиэтилена, они могут быть из целлофана. В целлофанах держать, естественно, нельзя, потому что целлофан
служит как катализатором гидролитических процессов в бумаге. Какое-то время подержать файлы в полиэтилене можно, но опять-таки как вот полиэтилен, как сам, во всех вот рекомендациях по хранению фотографий он не фигурирует. Опять-таки вот на сайте Росфото есть очень хорошая статья Елены Михайловны Шипиловой, в которых как раз говорится о тех материалах, которые можно использовать при хранении фотографий. Это, в общем-то, научная работа, которая была там выполнена. Это обобщение какого-то опыта других организаций. Рекомендуют полиэтилен-терефталатную пленку, то есть для хранения. Но вот надо сказать, что, например, наши хранители в отделе стампов как-то очень настороженно относятся к такой пленке. Хотя вот также в Росфото хранят, там также хранят в Эрмитаже фотографии в такой пленке. Она не совсем полиэтиленовая, она, может быть, она так чуть пожестче и менее эластичная. Как ее отличить от других пленок? Вот это видно. Просто та, которая поплотнее и пожестче, она да? поплотнее, немножко пожестче, да, но это другая пленка. И как закрывать с 3 сторон? Естественно, с 3 сторон. Мы все рекомендуем с 3 сторон. Проветривать нужно или нет? Вот если с 3 сторон, так и так будет как-то проветриваться. Потому что даже в таком замкнутом пространстве любой документ, там, фотография, бумага, он все равно будет стареть. Правильно? И продукты деструкции будут, и если они будут там скапливаться в замкнутом пространстве, они, то есть, будут дальше ускорять разрушение документа. Спасибо, коллеги. А у вас вопросы еще есть? Да, сейчас, Наталья Александровна, сейчас. Думайте сейчас. Вот у меня вопрос следующего плана. Значит, по программе консервации и стабилизации документов мы закупили коробки, контейнера из бескислотного картона и редкие документы книжного фонда отдела краеведения, в них разместили. На сегодняшний день отсканировал у нас весь депозитарный фонд, но проблема в другом, что оцифровка не успевает, оцифровать эти документы, и получается ситуация следующая. Мы документ в единственном экземпляре на бумажном носителе разместили в эту коробку из бескислотного картона, но цифровую копию еще не получили. И когда читатель запрашивает этот документ, а так как он у нас в единственном экземпляре, в режиме читального зала мы вынуждены ему предоставлять. И бывает, что длительное время, вот пока мы эту электронную копию, и год мы можем ее не получить. И вот есть ли смысл тогда размещать эти документы в коробке из бескислотного картона, если он несколько раз в месяц выдается читателю? Ну а почему же нет смысла? Есть. То есть сохранное, потому что по правилам, он хранится, да. Потому что по правилам мы, прежде чем документ разместить, мы же из благих целей, по идее, мы должны получить цифровую копию и ей уже обслуживать читателей, или в ПЭБе должен быть размещен, в общем, электронный носитель. И мы ее, обеспыливаем. У нас человек сидит в белых перчатках с этим кисточкой и по всем правилам каждую страницу обеспыливает, размещает в эту коробку, потом ставится на полку, приходит читатель, и мы ее выдаем. И получается тогда, если по всем правилам, этот процесс должен повторяться многократно, насколько я понимаю. Если эта книга часто спрашивается, то почему бы вам ее не оцифровать как-то быстрее? Или у вас есть какой-то план оцифровки? План есть везде. У всех есть план, и, к сожалению, не всегда планы разных структур взаимосвязаны между собой. У всех свой план. И на консервацию, на стабилизацию, на цифровку, причем по видам документов и так далее. Все равно Нет, все равно имеет смысл. Если, как вы говорите, она вообще полистна, да? Представьте, если книга, да, у которой нарушено шитье, где выпадают какие-то страницы. Если она у вас хранится так просто, у вас есть, в общем-то, большой шанс потерять какие-то эти страницы. А так, по крайней мере, это все-таки сохранится. Естественно, надо проверять, когда читатель возвращает, все там страницы или нет, или там что-то упало под стол, что-то он там положил себе в карман. Такое тоже случается. Но, опять-таки, в целях
даже вот сохранение всей этой книги, недаром же существуют какие-то определенные критерии помещения документов в контейнеры из бескислотного картона. В том числе, если нет у вас возможности, там, например, да, реставрировать, ну, там вот нарушен переплет. Значит, ее надо положить в контейнер. Ну, читатель что делать? Библиотека для читателей. Сейчас, да. Коллеги, передайте. Нет, без Не больше. По другому, значит, поводу. Возможность реставрировать. Ну, вообще, насколько я знаю, большинство краеведов считает, что фонд депозитарный не реставрируется, а хранится в том виде, как есть. Или все-таки можно реставрировать? Можно? Потому что многие мои коллеги убеждены, что, значит, вот он должен быть в таком виде, пусть, как говорится, потрепанном, но оригинальном. Можно, да? Я прошу прощения, когда вы болеете, вы все-таки лекарства-то принимаете или считаете, что вы в натуральном больном виде будете лучше? Нет, нет таких ограничений никогда. И депозитарный фонд собирается для того, чтобы его сохранить. И было бы очень глупо сначала его собрать для сохранности, а потом его не сохранять. Вот по каким-то таким хитрым причинам. И очень короткое, сейчас отдам, Ирина Владимировна, микрофон. Я хочу сказать, что все-таки, мне кажется, что вам нужно что-то делать со скоростью оцифровки. Я не знаю, я бы директором будь я бы не выдавала такой документ вот до оцифровки. Раз его уже сочли редким, вот, да, все, потому что иначе все умножается на 0. А скорость оцифровки, я, конечно, прошу прощения, у нас оцифровывают в течение дня даже толстые книжки. У нас приходят читатели, если заказывают оцифровку, да, даже толстую, это очень быстро делается. Все. Да. А я, коллеги, хочу просто поделиться положительным опытом и, может быть, немного порекомендовать, а может быть, так сказать, высказать вот какую мысль. Дело в том, что у нас во Владимирской библиотеке, вот вы нас, так сказать, поминали в своем первом выступлении, первой презентации. Действительно, открытки начала 20 века, вот на базе, по-моему, вашей библиотеки, я боюсь ошибиться, были инкапсулированы. Это коллекция Богданова. Коллекция Леонида Семеновича Богданова, инкапсулированы и пришли к нам именно в том виде и в тех коробках, в которых должны быть. И до этого, это были, опять же, боюсь немножко ошибиться в хронологии, но, наверное, не ошибусь, это были 90-е годы, когда переводились наши епархиальные губернские ведомости на микрофильмы, и вот эти микрофильмы пришли в тех самых коробочках, в красивых, о которых вы говорили, которые показывали. К чему говорю? Есть варианты влиться в программы, под которые выдается финансирование, насколько вот я знаю, может быть, опять же ошибаюсь, но как в это вливаться, не могу сказать, потому что в данном случае вот этот процесс регламентировался и регулировался нашим руководством. Мы как отдел просто предоставили материал. Возможно, я не права, но как вариант получить бескислотные коробочки и получить в прекрасном виде те фотографии, те материалы, которые есть. Да, действительно, это, может быть, было несколько проще, когда действовала национальная программа, когда действовали основные направления сохранения библиотечных фондов в рамках программы, федеральной целевой программы «Культура России». Ну, насколько я помню, это, по-моему, 16-17 год, когда было последнее финансирование. Сейчас есть такой национальный проект «Культура», где библиотеки упоминаются 2 раза. Как у нас очень любит это говорить с гордостью Владимир Руфинович Фирсов, библиотеки упоминаются 2 раза. Но это, значит, модельные библиотеки и это оцифровка. Значит, опять-таки, в оцифровку, наверное, все равно все библиотеки будут вливаться. И опять-таки хочу сказать, что существует уже очень много рекомендаций, которые разработаны были и архивным управлением. Вот на сайте федеральных архивов можно посмотреть методические рекомендации по переводу документов в цифровую форму. Это рекомендации, которые разработала, ну, по крайней мере, на сайте президентской библиотеки сначала появились, потом на сайте РГБ рекомендации, опять-таки, по переводу документов в цифровую форму. И вот вопросам обеспечения сохранности документов в процессе оцифровки там везде уделяется очень большое внимание. То есть сказать, что вопросы сохранности документов все перечеркнуты и выброшены на свалку, в общем-то, нельзя. Во-первых, сама оцифровка – это тоже как один из способов обеспечения сохранности документа, когда оцифровываем документ, ограничиваем доступ пользователя к оригиналу, информацию предоставляем.
Значит, когда составляются эти программы, ну вот если посмотреть рекомендации там же на сайте сейчас РГБ, то есть и как происходит отбор документов, и что надо для этого сделать, и какое оборудование, то есть там очень много информации. То есть возможность влиться в этот проект, я думаю, что есть. И привести часть каких-то своих фондов в порядок тоже есть. Ну, другой вопрос, когда реставрировать документ, до или после, например, оцифровки, ну, это вопрос. У нас разные были варианты, но чаще все-таки реставрация документа проходила после уже оцифровки, как вот после консервации документа, можно сказать, это вот и автографы Дубровского, и там целый ряд фотографий, как, например, Туркестанский альбом генерала фон Кауфмана. То есть вся консервационная обработка проходила у нас после оцифровки. То есть все, его законсервировали, его положили. Пользователю предоставляется уже только цифровая копия. Так что шанс влиться в эту программу есть, я надеюсь. Опыта нет пока, но надо пытаться. Так что еще какие-то вопросы? Пожалуйста, коллеги, есть ли еще вопросы? Или уже устали совсем? Нет вопросов? Я не могу просто. Я, помните, у вас спрашивала, кто вы по специальности. Вы сказали, что вы химик, да, правильно? Да. Но вы уже, наверное, за это время, пока мы не виделись, вы стали доктором химических наук. Нет. Времени не хватило. Не хватает. Да. Но я пожелаю, чтобы вы, потому что уже столько у вас статей, публикаций, все так здорово. Может быть, вы выйдете на этот... Может быть, но, знаете, я придерживаюсь такого принципа, потому что такой специалист, да, вот, да еще с нами, со всеми. Нет, ну, знаете, я как-то придерживаюсь такого принципа, Спасибо что вам все-таки большое. мы живем не для того, чтобы работать. Вот так вот только. Все-таки получение ученой степени – это большая работа. Ну, это мой такой принцип, не знаю, правильный или неправильный. Так что, коллеги, я прошу, если задавайте какие-то вопросы, если есть, потому что, в общем-то, именно, наверное, вот общение с вами, оно, в общем-то, очень часто как-то вот вызвало к жизни очень много таких наших исследований. Это вот и RFID-метки. Кстати, первая Владимирская библиотека к нам обратилась. Можно или нельзя это клеить на редкий фонд? Предоставила метки, мы там все делали. Ну, вот. Да. Это действительно так, потому что то, о чем вы говорили, действительно имеет место быть, особенно если это касается ценных изданий. Поэтому сейчас и ценные, и, скажем так, грубо обычные издания мы все равно, у нас наши коллеги из отдела комплектования, и особенно за этим следит Александр Александрович Ковзун, который возглавляет у нас сектор редкой книги. Они все вот такие вещи делают на такой, знаете, ну как бы такой мини-открыточки из специального такого листового материала, куда вот эти вот меточки приклеиваются, и таким образом спасается и обложки книги, и листочки, или там каких-то особо ценных материалов. Так что спасибо, да, вот эти теперь бабочки, как мы их называем, порхают по очень многим нашим изданиям. Кстати, это действительно выход, потому что действительно очень жаль книги, на обложках и листах которых остаются такие, ну, а-ля масляные пятна. Очень жаль. Ну, это была вот работа, как я уже вспоминала, Российскую государственную библиотеку, которая нам тоже задала вопрос, что это за документы. Это были вопросы наших хранителей, когда, вот, не знаю, где-то около 20 лет назад они нам задали вопрос, а можно или нельзя отдавать читателям на ксерокопирование книги, там, например, XVIII века. Ну, к чему это там дальше вылилось? Мы разрабатывали уже рекомендации по ксерокопированию, по сканированию документов. Так что, в общем-то, наверное, ваш интерес, ваш опыт работы с книгами, в общем-то, для нас очень важен. Потому что, мы, конечно, готовы, там, да, реставрация, обработка та, другая, третья, посмотреть, как это влияет. Но есть какие-то чисто практические вопросы, которые, наверное, вам ближе и, наверное, для вас, в общем-то, являются очень животрепещущими, а мы до них просто не додумались пока еще. Я еще только добавлю, коллеги, я вот говорила на пленарном, что у нас в системе обучения сейчас и повышения квалификации есть спецкурс по краеведению. Так вот, мы так понимаем значимость вот этого направления, что, во-первых, в рамках спецкурса по краеведению есть несколько часов
специально таких, ну, краткий вариант по обеспечению сохранности краеведческих документов на всех типах носителей, но еще у коллег есть, даже, по-моему, у вас не одна, а две или три программы. У нас много таких программ. У нас есть да? программа и для модельных библиотек. То есть минимальный срок обучения – это 16 академических часов, то есть вполне реально уложиться в 2 рабочих дня. Ну, мы как-то иногда но есть и большие. Растягиваем на 3 дня, но можно уложиться в 2 рабочих дня. Потом у нас есть просто, опять-таки, программы различной продолжительности по обеспечению сохранности библиотечных фондов в библиотеке. То есть там рассматриваются и режимы хранения, и знакомим мы с нашей методикой обследования физического состояния фондов, обследования состояния хранилищ. Тоже, в общем-то, куда-то с обследованием. Во многие библиотеки ездили. В общем-то, наши специалисты, методика по обследованию физического состояния фондов, в общем-то, тоже во многих библиотеках теперь применяется, тоже с нашей подачей. Тоже есть сейчас определенные программы. Есть у нас и программы именно по обучению реставраторов. Именно реставрация документов начинается с какой-то, простейшей такой реставрации, но потом идет к более сложному. Есть многие библиотеки, которые приезжали к нам несколько раз, и, в общем-то, могу с гордостью сказать, что вот наши ученики, это реставраторы Дальневосточной государственной научной библиотеки из Хабаровска, они получили вот сейчас аттестацию 3-й категории как реставратор библиотечных фондов. В общем-то, это очень важно и намного расширяет возможности библиотеки, но в том числе и в оказании каких-то услуг. И они уже имеют возможность работать с документами какого-то определенного типа и выполнять реставрацию уже определенной сложности. И очень надеюсь, что они на этом не остановятся и будут расти дальше. Ну вот, если мы-то новички в этом деле повышения квалификации, да, впервые, то у наших коллег из этого Федерального центра консервации библиотечных фондов огромный опыт. И вот коллеги, они нам тоже очень полезны. Информация о наших образовательных программах есть на сайте учебного центра. По результатам получают документы повышения квалификации. Он может быть разный. Там может быть удостоверение, может быть диплом, все зависит от количества часов обучения. И сейчас даже вот как-то разговаривали мы с руководителем учебного центра, вот как быть с теми библиотеками, но не может человек приехать там, например, на месяц. Он может в одном году приехать там на сколько-то количество часов, в другом году, в третьем. В сумме он набирает это количество часов. Вот просто был у нас такой прецедент, и, к сожалению, тогда, несколько лет назад, когда человек получил удостоверение только вот по последнему количеству часов. Как нам их сейчас суммировать? Мы тоже с нашими юристами над этим вопросом работаем. Надеемся, что все-таки, потому что должен быть какой-то смысл в обучении. Не просто удостоверение, что прослушал там курс 16 часов, а тоже получить какой-то там, не диплом еще, а все равно какое-то другое удостоверение, что там, например, 36, 40, 60 часов. Это все-таки, цифра уже все-таки тоже впечатляет. Спасибо большое. Коллеги, если вопросов больше нет, я думаю, что мы поблагодарим Наталью Ивановну за наше просвещение. Спасибо большое. Спасибо. Что же, мы как-то сегодня прям вот передовики, да? Мы программу сегодняшнюю выполнили. Правда, я вижу, что все устали. Поэтому, да, я еще тогда скажу 2 слова про публикации. Завтра будет горячий день, я могу забыть. Коллеги, еще раз. Мы будем публиковать, собирать сборник, так или иначе, будем его делать. Слишком много было хороших докладов, чтобы оставить лежать еще на год, да, лишний. Будем делать. Уважаемые авторы, у нас все не как у людей. У нас, значит, вы можете, мы не собираем сейчас ваши доклады, даже не пытайтесь. Значит, вы можете, у вас будет время, как минимум месяц, в общем, где-то в ноябре мы будем ждать ваши доклады, для того, чтобы пересмотреть, доработать, изменить ваши доклады так, как хотите. Можно расширить, можно сжать, можно полностью изменить содержание, вообще смысл, да? Содержание. Нельзя менять только одно. Нельзя менять формулировку темы, которая вошла в программу. Вот. Объем у нас, так, беспартийным не говорить, у нас объем не ограничен. Хороший доклад
на лист, на сколько-то еще, будет опубликован полностью. Плохой с водой будет сжат принудительно. Поэтому вот фотографии, иллюстрации вы присылаете, а мы смотрим по возможности, сколько мы сможем опубликовать. Вот здесь у нас ограничения есть, мы зависим от того, что нам скажет издательский отдел, чтобы издание не было слишком дорогим. Значит, условно, в начале ноября хорошо бы получить, ну, в общем, вот постарайтесь. Присылать все надо, внимание, не мне, а Галине Павловне Соловьевой, потому что мы разделим обязанности. Составителями будет Национальная библиотека Чувашии, так? То есть решать вопрос мы будем постоянным комитетом, оргкомитетом, вернее, семинара, но собирать доклады будут они, и я их получу уже, о счастье, пакетом, собранные все. Мы что-то еще забыли сказать, Рита? Ну, планы на вечер, значит, я хочу сказать, что у нас есть свои традиции. У нас всегда бывает 3...